У вас сколько детей? Да? Трое у нас. Ну так, у нас, может, на третьем тоже так будет. Не, вы правильно все делаете. Не знаю. Когда смотришь? Может, ты мне здесь новость хочешь сказать какую-то? Нет еще. Расслабься. Нет еще, это звучит оптимистично. Всё. А мы уже рекнулись, да? Мы, да. Ты опытный, да? А, там. Вот говорю же. Просто очень Мы важно, что-то как придумаем, а человек потом. личку одевает. Такие Сейчас. кадры. Так красиво не получается одеть, потому что как ты делал, поэтому сейчас сижу, переживаю. Комплимент. Семейная дипломатия. Так, ну что? Сейчас, подождите, конспект посмотрю. У вас кто-кто? У нас 2 девочки и мальчик. Что-то вспоминаю. Так, сейчас. А, это не наша? У нас, знаешь, какая тема? Мы, короче, думали, что... Вот я когда видел где-то родители своего ребенка почти душат, да, я думал, вот родители, такие еще беспонтовые родители. Пока у нас третий не родился ребенок, вот вообще неадекватная во многих вещах. Просто вот кричит там, что Третий мальчик, да? Девочка. Девочка третья? Просто вообще ни в какую, ни с чем не соглашается, на своем стоит, кричит там, ну, в общем, все как положено. У нас У нас попадает... сразу с первого началось. Да. У нас не было, так что... Разминки не было, да? Так, в общем, сейчас еще 2 минуты, мне нужно привыкнуть к лампам, я сейчас буду, мне жарко. Глаза просто Не, косят. ну да, не вот эти, главное, Брови поэтому советские, широкие, под да, которыми да. потеешь. Софиты, да? Это на Меркес, ты же ходил с Исой, да? Да. А я, получается, Сахтов. Вы до нас были? Нет, А, сразу после, сразу да. после, буквально вот мы разминулись. Там тоже вот так садишься, там же комната закрывается, и в какой-то момент вообще дышать нечем. А там же народу вот так Там много жестко, сидит. да. Да. На меня эту штуку намажет, телевизионную, которая гель, против этого антивспатин, я не знаю, как он называется. Ну и сколько он там продержит? Не, он работает, кстати. Работает, Вообще, конечно? вот она раз намажет, и я все перестаю сразу потеть. Надо, по-моему, тебе... Антиперспирант. Ну да. Не, там вообще жестко. Ну, ты же знаешь, там вот эти Ну лампы, да, я не знаю, какие у софиты. них Во-первых, эти там лампы. и помещение такое замкнутое Душно. всегда. Ну, она И там людей еще много. этот еще такую выдвижную дверь вот эту жух закрывает, сзади, где ага. Меркес написано. И все. Я так понимаю, тут все были на Меркезе, кроме меня. Я был дважды. Меня не приглашали. Я тоже Я был был- дважды Теперь Меркес. Дважды, да, дважды этот, Ну, такие Меркес 2 М был. такие на цепочке придумали. Я вообще первый раз, я не знаю, почему меня обозвали. Я, по-моему, смотрел этот выпуск с тобой. Ковид. Ты на врача похож, потому что... Да, может быть, этот вирусолог сидит, иммунолог сидит, Эльзара сидит, А. и я. Ты не понял, почему тебя позвали? Может, рукав, я не знаю, пришли. Не-не-не. Знаешь Свадьба. почему? Тебя позвали, потому Ну, что... свадебная индустрия, скорее всего. Не скорее всего, а мне так объяснили. Да. Дем, ты рек нажал на Азуме? То я переживаю, у нас одно. Один выпуск мы записали. Я потом И самому подумал. сказали, и все, да? Тебя позвали, потому что все же свадебщиков осуждали. Типа, вот, свадьбы. Зачем делать свадьбы? Вот ковид, Ну, все да. там смертность, В тот несмертность. момент, да. Вот. Короче, у меня такой вопрос есть. А почему у вас фамилии разные? Это У него самого. не только у вас вопрос. Такой. Нет, у нас по паспорту У нас одинаковые, да. Это Просто- маркетинговый ход. Да. Блин, вы полчаса Когда разговора деньги сейчас убрали. перечисляешь на карту, Там Усинова, там тоже да. Усинова. Финансовые, документальные вопросы, все Да. Усинова. А сценические Мустафаева так остаются. Ну, а смысл менять? Я же понимаю, что это, как бы... Не, ну это понятно. надо Я просто время думал, привыкнуть. как знаешь, раньше это же прям принципиально было, типа, как Да. фамилию, чтобы, если жена не берет фамилию, то это целая там история получается. Первый год, может, и было принципиально. Потом все принципы. Потом куда-то. уже, да. Это позавчера сервер Ага Какура. У него до этого, да, он потом на концерте я как-то был, и он объявил Эмине, Джанай Мустафаева, и потом за кулис заходит, блин, там Асан сидит, надо бы Усинова сказать. Это он так исправился. А теперь я на концерте, вот позавчера буквально сидим, уже я сижу, там первый ряд, вот они. Я эту историю слышал. Зал маленький, и он Эмине, Нет, просто Джанай, Мустафа, Мустафа, Эмине. Ну, короче, чуть-чуть надо где-то переделал, я уже сижу, улыбаюсь. Ну, уже как есть, что. Не, а так Усинова. Усинова? Да, все. Да.
Так, ну, давайте чуть-чуть вкратце скажите, чем вы сейчас занимаетесь. Ну, вдруг кто не знает, да? Вдруг кто, у кого Инстаграма нету. Ну и запрещенные социальные А, сети. ну да, кстати, нужно говорить обязательно. Мы занимаемся тем, что пока что ходим по выпускам. Я свадьбы пока веду, только свадьбы. Ну, что-то пишем, какие-то проекты творческие. Но пока все вот не реализовано, поэтому смысла не говорить, наверное, нет. А и мне поет, на сцене поет, дома орет. Воспитываем детей. И, ну, наверное, 70% то, чем мы занимаемся, это детьми. Да? Своими, чужими. Своими и чужими, да. А вот вы в доме, вы же в доме живете, да? То есть на Ну да, земле? да. Вы живете сами или с родителями? Нет, сами. Вот давайте эту тему обсудим. Да, вообще. Как бы, Это вообще очень интересная тема. да, это на самом деле большая тема. Почему? Потому что, ну, вообще у крымских татар как бы принято, да, что там младший или какой-то Да. сын живет с родителями. Да. А почему у вас это прервалась традиция? А у нас, ну, мы стремимся вообще ее как бы, ну, не то что традицию, а перетянуть родителей. Просто у нас дом сейчас маленький, мы в процессе постройки большого дома рядышком. А традиция прервалась. Почему? У меня родительский дом, он большой. Я еще и младший, еще и единственный сын. Нас 4 в семье, 3 сестры старшие, ну и я сын один единственный. Дом в селе, большой, место, где жить есть. Но у нас род деятельности такой, что нам постоянно надо быть в городе. Мне там, в ансамбле постоянно работают, я постоянно свадьбы. И мы вот, если первый год, пока детей не было, мы, можно сказать, на 2 дома жили. Ну, в Симферополе, понятно, чуть больше. А теперь уже чуть реже. Допустим, мы появляемся в селе, в родительском доме. Ну, не знаю, со временем. Ну, я в любом случае, это не да. так категорично, что мы прям вот не будем, как это сейчас. Ну, я понимаю, к чему идет, да, разговор. Не то, чтобы Не с так, что родителями сейчас не хотим условия мы жить, не да. хотим, да, жить с родителями, там, или мы будем жить А отдельно. просто Такого у нас да, даже не обстоятельства стояло. сложились так, что нам нужно быть чаще в Симферополе. То есть просто удобно, да? Удобно. Ну и родителей я хочу, честно говоря, перевести в Симферополь. Дом, соответственно, останется 100%. Мы просто будем туда ездить как Я знаешь, на летнюю площадку. Я знаешь, почему говорю? Вот мы, допустим, с родителями живем, да? Я младший, мы живем с родителями. Я не то, что про вас говорю, я в принципе вот эта модель. Как вы вообще к ней относитесь? Потому что сегодня принято вообще как бы, ну, жить с родителями, это считается вообще ну, что-то такое очень отсталое, устаревшее. Даже есть такой термин сепарация от родителей. Вот в контексте крымских татар вы вообще как к этому относитесь? У нас есть какая-то особенность в этом плане? Или мы тоже должны стремиться вот к этому, ну, все по отдельности, у всех свои дома? Да нет, ну не должны стремиться. Во-первых, когда родители ну, живут с тобой, понятное дело, там 2 хозяйки, 2 хазана, не бывает такое, что вот на одной кухне, да? Там нужны какие-то моменты, чтобы притереться. Понятное дело, вот когда невеста домой приходит, новый человек, там, ну сколько мы там пообщались до свадьбы, сколько там невеста с родителями пообщалась, но этого не хватает. Да иногда муж с женой вообще язык не могут найти там через месяц после свадьбы, да? А с родителями, с взрослыми людьми тоже пойди найди там. Где-то один не промолчал, где-то второй не промолчал. Тут нужно понимать, ну вот в нашем случае, допустим, если бы родители жили с нами, это очень удобно. Вот мы сейчас даже, чтобы приехать, родители Мишки живут рядышком. Мы постоянно вот, либо детей скидываем, либо Анашку привозим к нам домой, как вот и сегодня. Это ну, классно, удобно. Ну, очень удобно. Знаешь, Прозвучало меркантильно. Меркантильно чуть звучит. слушай, а почему вот, нет? Почему нет? Ну, мы же почему? все работаем, надо понимать, что ты не можешь вот всегда все время находиться дома. Вот. Ну, И детей. мне, У нас, чтобы да, сейчас например, куда-то чтобы поехать, работать, я они- должен быть дома. Ну, у чтобы тебя мне сейчас куда-то декрет уехать. еще, и мне, ты как там? У Ну, тебя- вообще, как бы официально, да, я еще, ну, могла бы оставаться в декрете 1,5 года, но я вышла на работу. Нет. А я зашел домой. Ахмеду сейчас 3 полных, в сентябре будет 4. А Саидке 2 в Саидке мае. вот 2 в мае 23-го будут Ой, исполняться. маленький еще. Мгм. Совсем Да, они маленький. маленькие. Совсем маленький. Ну, Просто как бы, почему я вышла, ну, мне Серверага позвонил, он говорит, и мне вот у нас сейчас концерт на Да. носу, ну, хотели бы, чтобы ты поучаствовала в нем, юбилей Ипекчиева, Ибраимага.
И как бы я втянулась в процесс, ну, получается, что там, когда уже концерты пошли не только, да, допустим, один городской в городе только, да, и там Уже гастроли уже и пошло. гастроли пошли, то есть я как бы поработала так 2 месяца, а потом он говорит, ну, у нас сейчас новая программа на носу, может, ты уже как бы тоже войдешь в нее, смысл тебе просто ходить, ну, как волонтер, уже Не, выходи классно он на придумал. работу. Это договоренность. Да, заходи домой, Асан. Получилось. Выходи на работу и Ну, мне, заходи домой, вообще, Асан. вообще, знаете, я про что говорю? Я вот то, что это действительно удобно, в первую очередь, да, удобно. И знаешь, мне кажется, что многие упускают такой момент, что вот общение внуков со стариками, Вот, условными, да, да, да. это же немножко другое взаимодействие, Да. да? Вот, допустим, вот мы, ну, я лично, меня так по касательной зацепило, ну, со стариками, да, немножко. И то я все эти моменты помню. То есть, как будто бы они на меня положительно влияли, где-то, да? Ну вот Где-то на что-то. меня, допустим, 100% положительно. Хартанашка, ну сейчас ее уже нет в живых, Аллах рахмет ейлесин. Мы жили в одном доме, получается, Хартанашка жила с нами. Отца, маму. Нет, отца мамы давно уже не было, я ее не застал. Мгм. Мамина мама. Мгм. И получается, ну вот я все детство, я помню с ней, у меня родители работали там на официальных работах, там огород, Ну, понятное тут- дело, да, сельская жизнь. да. Я вот все мое детство это Хартанашка, это вот песни, которые я знаю с детства, это с ней, язык благодаря ей. Ну вот, Можно кстати, сказать. Но это тоже. не да, умаляя, ну не преуменьшая заслуги родителей, но вот с Хартанашкой именно еще и, наверное, потому что я самый младший, я вот все детство провел. Но еще же, видишь, еще же родители все равно немножко другую позицию занимают по отношению к ребенку. Все равно. Да. То есть это как, ну не знаю, вы там, наверное, как-то воспитывать, да, пытаетесь? Мы что-то, вот да? элементарно вот это нельзя, и там Хартанашка или Харбабашка. Тихо, надо, вот. да, там всё одно. Вот это да, это выводит из себя Ну, немножко. есть минусы, но они совсем незначительные. Они, наверное, незначительные, да, это может мы там в моменте распыляемся, придаем этому сильно большое значение, но потом уже это вот как... В мелочах, да? Вот. Ну, в мелочах. в отношении питания это да, конечно. Да. Слушай, не такие мелочи, сейчас давайте поперечисляем. Там их сейчас наберется. Блокнот, да, такой? Да, кино? нормально, так, 17 ноября. Вот этот случай был, значит. Полкило конфет. Не, есть, вот где категорически не согласен, допустим. А с чем вот ты не согласен? Вот ты помнишь свое детство, вот сейчас, ты же, получается, уже взрослый человек, да, и ты хочешь как-то траекторию своего ребенка как-то скоординировать. Да, как-то я еще немножко в этом скорректировать. плане, может, это нечестно, конечно, нельзя так делать. Немножко эгоист, вот хочу вот сам воспитать, да, ну, с женой, понятное дело. В последний момент поправился. Аллах ашкур. И вот хочется воспитать самому, не чтоб там кто-то воспитывал, самому быть примером и самому воспитывать. И вот когда со стороны там какая-то фраза идет наперекор, там, Вразрез. да, перпендикулярно твоей, немножечко просыпается такое вот, ну это Судацкий неправильно. характер Ну да, резко. наверное, есть вот это вот, Дамар какой-то просыпается, говорит, нет, вот как я сказал. Категорично получается. Да, категорично. И, возможно, где-то обижаются родители. Понятное дело, они тебе сразу все не скажут. Там, но бывает такое, поймал взгляд там такой неприятный, и уже думаешь, блин, нафиг я это сделал. А сам ты вообще понимаешь, ты прав или не прав вот в этих вещах? Нет, честно говоря, вот до меня может оно потом дойти, или вот и мне со стороны В скажет. моменте не понимаю. Нет, к сожалению, нет. Эмоции. Эмоция, да, у меня, честно говоря, чуть-чуть эмоция просто вверх берет в плане детей. Я и на детей, ну вот когда есть же такое, ударил там в шапалах как один подзатыльник, и потом 6 дней ты шелковый, бала, что там, чего будешь, там подарок. А он запомнит все. Да, он, да. Не парься, он Да, именно да. это запомнит. К сожалению, именно Делай это. добра, скажите. Потом через неделю он тебя выбесит, еще один шапалак до слез доведешь, и опять потом на Мне кажется, неделю. в вашем случае решение этой всей ситуации это еще дети, потому что когда третий ребенок рождается, уже как бы уже на многие вещи стараешься не обращать внимания. У нас сейчас Так, еще... ну, Не то, чтобы кстати, я это стараешься, очень уже часто некогда слышу, обращать да. внимание, уже дальше идешь. Ну, здесь еще есть такой момент, что и ты же тоже растешь в этот момент.
То есть, когда у тебя первый ребенок появляется, там ты, условно говоря, молодая девушка, 20 там лет. потом у тебя время и мудреешь, да, в какой-то момент, Да. уже какая-то насмотренность появляется. Вот, допустим, мы тоже общаемся, да, там какие-то моменты возникают, я стараюсь всегда сказать, что ну, это мелочь, которая через какое-то время уже не важна. Да. Да. А отношения твои с ребенком, твоих родителей с твоими ну, детьми, да, вот внук, бабушка отношения, они очень мощные, вот эти вот связи. И как будто бы вот эта человечность, понимаешь, передается. Я не знаю, как это работает, но это есть. Вот, формируется. И ребенок, и ты сам формируешься Да. вместе с ним. И как родитель, ну вот, и взрослеешь. Ты знаешь, вот буквально недавно мы общались с одними очень классными людьми, очень открытыми. И затронули тему тоже детей. Вот буквально вскользь. И вот мне эта мысль мне не дает покоя просто. Они живут тоже в своем доме отдельно. И говорят, мы никуда не можем выехать, потому что родители не хотят брать детей моих, ну, внуков. Говорят, вы нас не беспокойте, вы нам не звоните, не привозите. Всё. То есть, а для нас это ну, Проблема. нонсенс. Вот, допустим, ее родители всегда звонят, привезите. Ну, мои родители тоже Ну, как-то да. ну, не открещиваются. А понимаешь, и я, Они вынуждены. и я понимаю, насколько это как бы ну и тяжело, да, в какой-то момент. То есть твои родители Ну, тебе как прямым бы- текстом говорят, не привози детей, я хочу отдохнуть сегодня. Такой момент. А когда привозить? На полчаса? А непонятно. Гости? И это, знаешь, это не единичный случай, это прям распространено. У нас никакого слава. Не, нормально. У меня родители чуть старше, Ну, чем это у меня вот опять-таки, родители. наверное, какие-то Они, новые, понятное да? дело, устают, да, чуть быстрее. Да. Ну, видно, что устают там. А наш Тем где-то более пойдет, маленькие. приляжет. Да, и дети маленькие. Вот, допустим, это их 7-й и 8-й внук. Там с теми они, допустим, Там наигрались нанянчились. уже, да? Да, пока помоложе. Здесь уже немножко и сил не хватает. Ну, это не их вина. Это они просто становятся старее, устают быстрее. Да, это Дети понятно. сейчас Но очень так, чтобы подвижные. вот не привозите, нет, наоборот, привозите. Всегда. И Анашка, она вообще воспитатель В детском именешная саду. Анашка, да. Да. Она там 24/7 с детьми, короче, и в садике, и домой приходит. Как бы мы Ну, подкидываем. для них, как бы, это первые внуки для моих родителей, да? И А, там вообще, первые, и У вас, для- да. и у вас для наоборот. про дедушки, про бабушки моих тоже первые внуки, поэтому они вообще готовы хоть каждый день привози, и там вот просто и вот- настолько, они еще действительно, не вот как сын полка, да, говорят, Да, не сын полка. насытились, вот они просто все готовы с ними носиться и, И все вот тут делать для вопрос этих острее детей. становится, вот это не давайте, ай, ничего не будет одно, вот это вот так сделаем. Ничего Вот не им будет. хочется баловать, вот все делать для этих, и для детей наших, но, конечно, мы там где-то мягенько, там, я говорю, она иногда там ну вот они потом вот такие становятся неконтролируемые. Ну, как бы она понимает, будучи и воспитателем, но иногда просто вот, наверное, чисто то, что она Профессионально. вот буйкана, ее, да, вот Не, где-то слушай. на это перекрывает все. Да, ты знаешь, Это я неконтролируемо. одно Да. время мне тоже это немножко напрягало, вот эта история. Мы там стараемся, вот конфеты мы не покупаем, да, вот такие вещи. Стараемся как-то вот эти майонезы не брать. То есть, ну, вот немножко сюда уходим, да. А, допустим, вот у него родители, у него на столе всегда конфеты, там, ну, все вот сладкое вот так Ну, стоит. вот начинается. И дети, Ну. дети, я одно время как бы загонялся из-за этого, ну, мол, конфеты, а потом думаю, ну, слушай, у них момент, да, накормить, ну, своим внукам внимание Во. оказать. Сделать приятно, да. Кто я Постоянно такой, чтобы накормить. мешать, понимаешь? Всегда накормить. Ну, а как же? Ну, слушай, это же реализация эмоций через накормить, понимаешь? Ну То да. есть они же тоже, вот у них же тоже немножко есть такое чувство, что в молодости они работали много, где-то детей не так много смотрели, понимаешь? Ну, вот Не они как по факту сейчас. сейчас вот, ну, приятно получают. Сейчас На детях они же ты же родителями не стали, получаешь, да? да. Когда уже Ну, дедушка. вот мы сейчас не понимаем, а когда, скорее всего, станем, перебил бабушка, когда станем сами бабушками, дедушками, их смеялся, мы вот тогда будем кайфовать. Это вот как я родителей не понимал, я их только сейчас начал понимать, когда я сам стал отцом. Точно так же я, когда только стану бабушкой, дедушкой, вот я тогда только пойму, Ну. как это приятно. Я 100% бабушкой буду ты не делать еще станешь. хуже. Да. Ну, кто А, знает, ладно. время движется. Все так развивается, Технологии. удивительно, конечно. Нет, ты знаешь, в чем момент? Смотри, это я понимаю. Но тут момент такой, что раньше же все равно все были заняты от звонка до звонка, Да, поголовно. да. А сейчас такое время, что мы как будто бы свободнее стали. Тут вы же можете с детьми больше времени уделять, детям. Да. Вы же можете в среду куда-то поехать, правильно? Да. Все, то есть а раньше такого не было. И получается у наших родителей такой комплекс, что они своих детей не особо там смотрели, ну пусть никто не обижается, да.
И вот будучи уже там дедушками, бабушками, когда у них немножко время освобождается, они уже такие, ну вот давай сейчас мы как бы немножко... Вот сейчас впряжемся. Да, сейчас. Ну и А у ты нас тут даже такой, вот... подождите, не надо. Нет. У нас же вот Аталар Сözler еще есть. Так. Торун Баладан Татлы. Да. И вот мне кажется, ты, когда еще и время проходит, вот ты Да. уже с возрастом начинаешь понимать вот это вот, ну, вкусив, да, уже все, Да, что да. ты понимаешь, сколько всего ты, может быть, не сделал, и потом Мгм. уже действительно реализуешь вот во внуках, может быть, или как-то... Любовь свою Разделяешь любовь, да. на них уже. Ну и вообще с годами, мне кажется, мудрее становишься. Ты Конечно. действительно понимаешь, что вот это все вот то, что там ты его там поругаешь лишний раз, или там он что-то сделает, думаешь... А потом уже относишься как-то, да, проще к этому, ко всему. Да. Вот я недавно даже разговаривала с одной знакомой своей, у нее тоже действительно там, 2-й или 3-й тоже ребенок, и она говорит, ты знаешь, вот я первого своего ребенка прям так муштровала, там строила и все, а ко второму я вот поняла, что ну его, Первый всё. вот да, она говорит, я там старалась приготовить вовремя, кушать все, чтобы там режим и все такое соблюдать, там, ой, сейчас муж придет, там, а у меня не готово. А сейчас, говорит, я просто расслабилась и понимаю, что... Развелась, да? Все так кайф Она вообще, говорит, да. нет, понимаешь, говорит, я просто живу и вот наслаждаюсь, говорит, этими моментами. Я не ругаю его за какие-то там вещи, которые, ну, по сути, потом понимаешь, что это не так важно там. Или, допустим, если ты сейчас вот не приготовишь там манты, а приготовишь какой-то простенький Суши, супчик, да? да, или что-нибудь, да, допустим, что это не проблема на самом деле. Да, да. Ну, потому что если ты напрягаешься, то это все напрягает все вокруг. Да. Вся обстановка напрягается. Ты начинаешь переживать, нервничать, и это отражается. А дети-то чувствуют это, особенно вот, ну, Да. от матери, когда Очень исходит чувствуют, вот да. это вот какая-то негатив или что-то, Ну, если она представь, они раздраженная. прям непосредственно близко, да, а ты прям сидишь там наэлектризованная там. или Да, да. Ну и ругаться там, ну, поругать можешь, там, сорваться. чё. И, как правило, это же по мелочам все бывает, да? Да, Вот мы да, тоже, да. вот мы Оно тоже... накапливается, и бах. Сейчас меня доведете, я сейчас за подарками поеду, просто детям. Просто так. Чувство вины сейчас вырабатывается. Вообще, блин. Я еще и поругал его перед отъездом. Еду на подкаст про детей. И вот говорю. они посмотрят это через 10 лет, все припомнят. Особенно Ахмед. Ну, вообще, память, она же уникально работает. Вот, допустим, ну, вот мой отец, он в жизни никогда меня там не трогал, да, даже подзатыльники не давал. Но один раз была ситуация, когда я там чуть район не сжег, я поле поджег, короче, понял, там 5 пожарных машин работало, зажигалку тестировал. В 7-м здесь. И, короче, прикинь, я понимаю, Я тоже и- поле поджег. я понимаю, что вот это вот как бы условное безденежье, да, это давно было, там, 95-й год, условное безденежье, там, ну, там, неустроенность, там, какая-то с работой проблема. Тут приезжаешь домой, а тут еще, короче, весь микрорайон горит, короче, пожарки летают, и все говорят, это твой сын сделал. И, короче, Это не мой сын. не знаю, Да. Баба, кстати- баба, мальчик. Почему баба? кто ты, да? Не, кстати, он тогда меня не тронул, это я перепутал. Это я вообще еще меньше был маленький, короче, в грязи, это там в пыли, короче, игрался, весь грязно, а мы жили в многоэтажке и воду отключили, короче, нет воды помыть. И он мне просто подзатыльник дал, вот просто подзатыльник, не знаю, мне года 4, наверное, было, не больше. И я запомнил это, Вот короче. этот момент. Я ему один раз сказал, он как, вот, я столько, вот, я тебя вообще не трогаю, а ты запомнил именно Да, этот именно, момент. да. Вот так это работает, то есть, Плохо понимаешь, моим. так что можешь расслабиться. Моим детям может много чего вспомнить. Но вы можете по факту... Я тоже поле сжег в детстве, короче. Что-то я не помню, мы на Ростоке что делали. Опять же, вот безденежье, то ли эти разбирали кирпичи, что ли, вот по 50 копеек раздавали тогда, жонники вот эти. Что-то делали, короче, джаном с холдой. То ли барашек, мы там смотрели. Спичка 2, что-то не загорается, давай это, дымовую завесу мы там играли. Короче, эта дымовая завеса, я не знаю, там на весь аэродром, там, где скотина пасется, там, где это все. Как раз сенокос должен был быть, август, нормально. Мне прилетело там, по-моему, ну, опять же, вот у меня бабушка тоже особо не этот, он меня этот словами. Уничтожал, да? Я когда Чисто повзрослел, предложениями, да? он мне вот У него олимпийское рассказывал, у него спокойствие, олимпийское чтобы вы спокойствие, он мне понимали, да, рассказывал, я такое. уже когда чуть взрослее стал, я не помню, там, ну, уже за 10 лет, я иногда вот так стоял, думаю, один раз щелкни, и я пойду. Не Просто надо да, говорить. под затылок дай, и я пойду. Не надо, да, вот сильно долго время там ждут пацаны.
Но, с другой стороны, от этих сдержанных людей не знаешь, что ожидать. Они как бы, ну, сидят, а потом раз. Вот у меня, я тоже точно запомнил на всю жизнь, что бабашка быстрее меня бегает. Это, я, короче, маленький тоже, что-то я на него огрызнулся, короче, жестко огрызнулся, он говорит, нет, таджам, я говорю, тут маджан. Вот угол дома. И ну и вот, соответственно, здесь. Пока я сюда добежал, я вот здесь уже вот так висел. Как я не лахнул просто. Тут он вот за секунду меня просто поймал, и все, я тут понял, огрызаться не мой конек. Либо надо за каким-то объектом находиться. Ну, у тебя же еще сестры, ты как бы один мальчик. Вот все говорят, что я любим. Тебя Нет, Вообще нет, меня да? били. Да, ну она, конечно, отрицает это все постоянно. Но Ой, Сейчас она программу посмотрит, она подожди, она посмотрит, еще да, по-любому скажет, посмотрит. почему ты везде говоришь? Нет, ну, может, не сильно, но есть моменты, где Ну, запомнил. вот ты теперь Уроки знаешь, что там, нельзя допустим. детей трогать, понимаешь? Да, ну что-то не использую это никак. И немножко меня стопорит, конечно. Иногда получается, иногда нет. Но вот я себя за это, конечно, сгрызу потом. Ну, видишь, опять же, вот смотри, давай вот про воспитание немножко поговорим, да? Вы вообще воспитание видите как? Что это за процесс? Вы, как там, вот, знаешь, там японцы есть, которые вообще там ничего не говорят, да? Там, До 3 не трогать там, да, типа? там, по-моему, даже больше, там, до 5. 5, что-то До такое. 5. То есть, ну, это уже много, там, 5 лет. Вот расскажу один случай, да? Ну, вообще тоже про воспитание тоже связан. И, в принципе, с запретами. Вот мы когда были в Стамбуле, и вот у меня какая-то такая навязчивая идея, у нас маленькая дочка, она очень любит покупки делать. Вот у нее магазин Шопинг. равно 5 покупка, лет, шопинг. да. А чтобы ты понимал, вот экспозиция, да, предыдущие двое взрослых, у меня в жизни ничего не спрашивали. Я вот в магазин захожу, я говорю, что вам купить? Ничего. Вот я тебе клянусь. Золотые дети. Да, думал я. Золотые. Появляется третий, у нас напротив магазин, короче, и мы тренируемся постоянно в покупках. Теперь мы приехали в Турцию, и вот куда бы мы ни зашли, она хочет что-то купить. А это как бы на нервы действует, понимаешь? И вот это я всю дорогу нервничал, там она что-то схватила, тут мы в вещевой забежали, она там все хватает. И вот мы когда уже только приехали, я понимаю, что цена вопроса копейки. Ну что там она схватила какую-то ерунду, там, да, там, не знаю, там, 100 рублей, там, не знаю, 200 рублей. А процесс, который я делаю, вот этот блок, который я на ребенка ставлю, да, мы не можем купить, потому что мы, там, у нас нет денег, или я жадный, или что-то такое. Ребенок же сам потом Да. это анализирует. Вот вы как с этим, ну вот вы по покупкам как Ну, двигаетесь? я не задумывался, честно. Вот мы последнюю покупку, мы в Байрамлых что-то все слегли, заболели, и там недавно поехали в магазин Байрамлых купить им подарки. Договорились дома, он сам себе выбрал, он халыч выбрал, меч, как у Эртугрула. Серьезно, да. Но он периодически заглядывает, У нас в да. семье просто турецкий сериал Асан смотрит. Да. И этот, а Саид выбрал, а Ахмед выбрал Саиду пистолет, короче, пушку. Себе выбрал халыч. Лук, да, что-то он там, какой-то набор себе. Да. Поехали в магазин. Я что-то вот не задумывался вот насчет этого. Наверное, мы тоже какой-то блок, да, поставили или нет? Ну, Короче, они нет, зашли в они магазин, четко то, что выбрали им по одному. хотелось. То есть мы не ставили им ограничений, Да. что вот это. А вы сказали, что это Байрамлых вы Да, едите? Байрамлых Все, то есть вы тема, да. закрепили. Одна штука Вы Байрамлых. эту штуку закрепили. У нас просто до этого они хватали вот подряд все. Да. И Саидка сейчас, ну, он помладше, ему 2 нету. Не, ну это Он мало. начал хватать тоже. Это прям мало. Ахмед, ну и его получает. Короче, что мы Ахмеду говорим, Ахмед Саиду все Ну, транслирует. мы еще вот зашли в магазин, и мы начали, Асан говорит, бельким бунала, или еще что, вот это вот, он начал предлагать какие-то Да. еще варианты. Он Но выбрал он вот это, остановился да. четко на вот этом, да, хоть там и были варианты, может Я быть, и готов был получше, и раскошелиться. подороже. Смотрю, вообще Но молодец. он именно вот, он определился для себя, и вот он выбрал все, и вот. Ну и мы как бы не стали не отговаривать ничего. Он захотел вот этот, ну, доступная штука там. У нас звук еще, иначе. ну, вот мы себя ловили на мысли, что у нас есть такая, как бы... Компенсация. Да, то, что мы сами в Да, свое да. время, может быть, ну, родители не могли позволить себе нам купить, мы сейчас, как бы, грубо говоря, можем, да, больше, чем Ну да. позволить, чем наши родители, и пытаемся, там, вот я иногда начинаю, там, думаю, принесу им киндер. У нас киндер был только на Новый год, чтобы вы понимали, мы этот подарок ждали весь год, просто для нас, Что это такое? что внутри киндер-сюрприз был.
Это просто вот, я не знаю, мы этот киндер сразу разворачивали, игрушку находили. Сейчас у наших детей он чуть ли не каждый день. Да, им еще кто-то приносит, И ну, уже постоянно как бы, таскают. да. Они любят киндеры. Вот. Потому что, наверное, мы больше себя успокаиваем Да. тем, что мы как бы, да, можем им это купить, чтобы наши дети не нуждались Закрываем своих якобы. Да А что вот далеко хорошо, ходить? это плохо? или Она нет? меня тормозит, я себе игрушки вот иногда выберу. Он тебе- Лего Он второй. тебе Лего Очень, купил, да. чтобы вы понимали. Подожди, это же дорогая Ну, покупка. это Не, не что? Лего, там, короче, как мне объяснили, это... Ну, подделка на Да, Лего, вот эти вот Китайский Лего. Да. китайский Лего, да, мы просто его называем. Это как мы Вертолет он подгузники все собирал из памперсы Лего. говорим. Из двух частей, да? Не, там столько мелких деталей, я его 2 дня собирал. Кстати, китайский там не всегда они Они не подходят. подходят. То есть очень тяжело скреплять между собой. Мы собирали просто. Скреплять или когда не этот сделал, мне приходится ножом наклеивать вот там, сажать. да. Да. Его надо... этот, Ты знаешь, вот про киндер-сюрприз сказали, мы вообще киндеры не покупали практически. Я один раз в такой просак попал я. Еще у нас старшая только была, по-моему, Меджита не было, да, еще? Не было еще. Короче, день рождения у Камилы, ну, старшей. И теперь мы решили сделать подарок. Я пошел, купил велосипед, а у меня тогда еще пирожок был такой. Велик туда поставил, с детского сада еду, Камилу забрал. Я говорю, тебе сюрприз, короче, ждет. Она, сюрприз, классно. Выходим, открываем ворота, ну, двери, и я ей вручаю велосипед. Она говорит, а сюрприз где? Я говорю, вот сюрприз. А она была киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз, да? Я думаю, что ж ты раньше не сказала? Мама мне Ты чё? я тебе купил. Ой, 2 за это. Сразу вернул, да, ему велик. Ну, вот это ну, про ценности. Но вообще, вот, допустим, вот мы мало покупаем подарков. Мы, как знаешь, двигаемся так, по-хитрому. Подожди, а кто вот этот весь мусор, который... Да я не полный знаю, откуда полный, они ты принимают. занимаешь? Вот Откуда этот мусор, я не приносят? знаю, откуда он собирается. У нас под диваном, под кроватью судочки. И у них еще большие горы. Это все привозное. Нам дарили. Да, вот нам серьезно, все у нас дарят. Когда Да, они да, Ну, дарят, каждый раз дарят. Да. Мы уже даже, когда нам говорят, что там детям на день рождения, говорю, только не Деньгами. игрушки, пожалуйста. Ну, у вас мальчики, Пластиковыми а окнами. у нас По девочки. номеру Вот эти телефона. вот куклы с одной ногой, с двумя руками. У нас машинки с одним колесом. в принципе. Постоянно полпакета, блин, надо куда-то выкидывать, еще что-то, более-менее игрушки раздавать. Мы, ну вот тоже, ты же не можешь ничего не купить. Вот им все подарили Байрамлых, а родители не подарили. Мы себя сами начнем уже снутри. Ну да. И ты идешь и покупаешь им по одной Ну, игрушке, ты все знаешь, равно. вот смотри, мне кажется, что вот эти вот подарки на ровном месте формируют у человека ожидание, что вот к чему-то привязано, короче, знаешь, как рефлекс тратить деньги, условно говоря. Как будто бы нас всех готовят к тому, что вот там на Новый год нам нужно потратиться, там вот так все расписано весь год, короче, да, плюс день рождения, плюс то-то, то-то, то. И получается ж так, что мы всю жизнь двигаемся на этих вот тратах. Но эти траты, они же вообще не заслуженные. Ну, Да. смотри, вот про что я говорю, Да. да? Допустим, там ты заработал на машину, да? Ты купил машину, ты сделал какое-то дело, и ты себя вознаградил. Ты знаешь цену ответка, этому подарку. цена и ответка. А когда ты на ровном месте просто так получаешь подарок, ты как будто бы потом все время ждешь от кого-то подарок, и потом сам занимаешься этим. Ну, пустые подарки, понимаете? Ну вот про да, что я Ахмед у говорю? меня один момент у нас. У нас Ахмед один момент. А нечего на арбуше кеттермедлер. Вот так, а что они типа с пустыми Бошкал руками? Да. А вот сейчас мы ему Байрамлых уже типа Ораза будешь себя все время хорошо вести, с нами будешь открываться, дува с нами будешь читать. Месяц себя хорошо идешь, в конце подарок. Уже за что-то. Да, да. Уже, ну, Саид, понятно, там не объяснишь, он Ну, просто это руки маленький, держит, да, это и там маленький. аминь делает и все. Ну, вот он уже понимает, что надо вот так себя проявить, типа вести себя хорошо. Он не особо соблюдает, Да, конечно. надеюсь, понимает. да. Слушай, как бы Ураза понятно, один раз в год, большой праздник, все понятно. Я имею в виду какие-то ежедневные подарки, там день через день, там, ты понимаешь, вот это вот все забрасывание подарками, и у ребенка, по-моему, какое-то неправильное впечатление и отношение получается к этому всему. Ну да, что ему может легко все вот так достаться. Потому что, знаешь, я вот одно из критерий вот этого совместного проживания родителей с детьми и потом это как бы идет инфантильность, да, как будто бы общество говорит, что это люди инфантильные сами по себе, то есть они как бы зависимы, да, от родителей. Почему я у вас спросил? Потому что мне кажется, что у крымских татар есть небольшое отличие, то есть это не как у других
народов, да, у нас все-таки это связано с какой-то патриархальной историей, да, какой-то типа род, вот эти все дела, связи, там дедушка, внук, какая-то вертикаль есть. Вот сегодня вы там на свадьбах, да, там ты свадьбу ведешь, Асан там, и меня постоянно выступает, то есть вы как бы в обществе находитесь. Вот как вы считаете, вот эта вот патриархальная система, она еще есть или она уже разрушена? У вас кто дома хозяин, я извиняюсь? Сыграл хорошо. Такой типа, ой, я не... Всегда знал, надо выдерживать паузу. Не, ну ты понимаешь, о чем я говорю? То Ну, есть нет вот такого, что вот я я понимаю, этот- я Ну понимаю. да, все понятно, Но- компромиссы и все Да, остальное. но все равно, понимаешь, ну фигура мужа, да, как бы есть же такое понятие. Ну, конечно, да. Да. Ну, а должна быть, мне кажется. А как Да? без нее? Ну, сейчас же все за равенство хотят, вот, ну она не хочет, она нормально. Ты хочешь? За равенство. Нет, у меня нет такого, что вот даже что-то, Не, если ну, это там хочешь посуду бабан, мыть, пускай бабан, моет, да, да? у нас бабан, как бы, если что, бабан судиджи, бабана это джам, или еще, то есть Не, как это бы у нас... понятно, это, ну, это тоже, кстати, немало. Или Это даже немало. если кто-то там, ну, ладно, не на детях даже, пример, кто-то пришел домой, например, там, я знаю, что, Асан, там то-то, то-то, выйди, пожалуйста. То есть нет такого, что там я выпрусь и скажу, да, я вас слушаю. Да, То есть у нас счетчик вот как там, бы- да? Нет, когда вот, ну, всегда, то есть если есть муж, Ну Понятно, и как объяснить? Не так, что вот прям мое слово закон, мы же все равно все же обсуждаем. Или нас Нет, в конце понятно, дома ждет да. разговор после этой передачи? нет, Не, ну мы как бы я ты, должен знать. понимаешь, разница есть, как бы ты мнение все выслушал, Она и принял вот решение. слушайте, ну она самостоятельно, она до меня к этим, к своим годам как-то же дожила. Че я сейчас там должен... ну, у нас нет такого жесткого чего-то. То есть, если какие-то моменты спорные возникают, мы, естественно, их Обсуждаем, обговариваем, да. Ну да. То есть, такого, ну, то, что там, типа, я так сказал, так и будет. То есть, как бы, ну у это нас потом компромиссов чревато же всё. потом. Да. Надо понимать. Ну и ну да. Что ты так... Жена кажется- должна Эмоционально понимать, да, сказать. что, ну, как объяснить? Не шаг сзади прям, а ну рядом. Ну, чуть-чуть сзади. Ну, Но не как прям на сзади, намаз а по становишься, диагонали. Да, вот так. По Ну, диагонали. Чуть-чуть, да, по диагонали. Я знаю почему. Вот смотри, я как бы вообще не против. Кто как хочет, пускай так живет. Я, ну, не претендую. Но мне кажется, что мужчина это все равно немножко больше ответственности же или нет? Ответственность, в да. любом случае. Ну, нельзя же ответственность пополам поделить. Но не бывает или можно так? Ну, Есть определенные сферы, в которых больше ответственна женщина, мне кажется, а есть... Да, я вот тоже хотела сказать, ну вот смотря в девочек чём. воспитать, допустим, ну, я, опять же, сейчас Спрашивай, заикнусь, а что потом интересует. девочки появятся, я какой-нибудь шапалах Спрашивай, что там отвешу, тебя и интересует. потом буду виноват. Я вот имею в виду, что, ну, пацанов, понятно, должен бабашка там чуть больше, строже с ними быть. С девочками там Анашка должна быть, или нет? Как? Не знаю, мне кажется, вообще нет разницы. Ну, а девочка же больше, ну, девочка Ну, будет слушай, тянуться, мне кажется, тут вопрос вообще на самом деле так. Когда скажем, вот будут у тебя- возникать вот женские вопросы, по-любому же девушки не больше к бабашке. тянутся к бабашке. Это по Ну, это любви, как будто да, бы такое? классическая история. Как бы они всегда знают, что я с ними строго, а вот если надо... А я вообще Ну, не потом строгий. разрешить, Ни разу не они строгий. сразу к нему. Вообще ни разу не строгий. Да если я посмотрю, они все замолкают. Что значит я не строгий? Я тоже строгий человек. Их тоже ждет разговор. Просто мне, знаешь, мне что кажется? Мне кажется, что вот в воспитании детей главное адекватность. Вот просто. Ну да. То есть не делать неадекватных вещей. Вот, допустим, ну, да простят меня родители, да, но вот в детстве у нас были неадекватные наказания. Ну, было. Да. И я вот когда вот тоже уже стал отцом, я тоже стараюсь неадекватно не наказывать детей. Понимаешь, о чем? И то наказание, допустим, я там их не гоняю, ничего там за ними не бегаю, ничего. Я стараюсь как бы разговорами, ну я не догоню, понимаете? То есть я стараюсь диалогом. Поэтому я помещение сначала иду закрываю, а потом загоняю в Ну, у угол. нас две двери Ну, дома. вот тут же такой момент есть, что Тонкий. оно модель, понимаете, модель Да. воспитания. Да. Как бы ты ни старался, да, вроде бы есть такие люди, которые, ну, это молодцы, я считаю, Которые которые сломали. все-таки сломали эту модель, да, и сказали, вот меня так воспитывали, а я не хочу, чтобы у меня дети, да, вот. Я А тоже, так находить, многие да. сейчас так я живут. тоже но, так хотел бы. но это очень сложно. Вот я, Я например, ничего не зарекалась, что я Не там смог? никогда не буду кричать, я никогда, это как вот эти мемы же есть, да, которые там, я Никогда не буду такой ругать никогда. своего ребенка, Но да. потом ты понимаешь, что у тебя это
это как, не знаю, рефлекс ли или что Да. ли, у тебя это на подсознании срабатывает все равно, Может, как бы не ты настолько, пытался, но да. все равно. Ты как себя бы есть тормозишь, какая-то- конечно. Да, да. У нас, вот мы, например, друг у друга, да, как эти два, как это Стоп. называется, да, Ручники. и если что-то где-то, Но я больше там она у Асан, меня, чем откровенно, Асан, да. там, ну, я понятно, что я при детях стараюсь там не показывать, там, сказать так, Асан, Мне еще там чуть- нет, Асан, тормози, там, как-то аккуратно говорю, чтобы авторитет как бы отца Вот мне оставался, иногда- ну, как бы... Да, я у нее иногда ворую вот, ну, модель поведения, как она вот с детьми общается, думаю, так, вот когда ее, допустим, нет, как и мне бы вот... в Ты же этом- сам Этот говоришь, да? момент Да, поступил. сам, сам себе. Как бы, да, и мне просто немножечко в этот момент поступило бы. Ну, бывает же так, с детьми остаешься там, заистерит или еще что-то, что-то Да, не да. понравится, да. У нас, тем более, с первым он этот... Что за синдром у него? Он очень он Гиперактивный. гиперактивный, Да. и он у нас... СДВГ, да? Да, Да, он- короче, СДВГ поставили, он... Мы, короче, у нас, у Асана сестра психолог, Эльвира. Вы знаете, да. Вот, а она, ну, как бы она нам говорила, Запишите что тоже. есть эти, да, есть моменты, как бы это не то, чтобы прям диагноз какой-то. Да, но он у нас просто опережает свое вот- развитие, то, что он Ну, такой активно, Вот я любознательный, знаю, такой, что такое всегда, Мне всегда. кажется, вообще Он это не- неплохо. Ну как, ты Это- устанешь, ты что? Да, тяжело. это Да. неплохо для него. Но, ты знаешь, он Мы тоже от этого радуемся, мучается, но это же он, да, он мучается, возбужденный он вот- постоянно вот в таком этом. Ему постоянно надо вот что-то. Вот если он не узнает, почему этот стакан, что там внутри, и почему он здесь, нечем сызгебуну хойдлар, нечем бубунда. И ему надо всегда объяснять. Мы уже с Он Эмине порой в угол перешли на... загоняет настолько, это такой квест ответить Это на квест каждый для его нас. вопрос. Да, мы просто классно, уже не знаю, мне кажется, это м, хорошо. вот в стадии воспринятия мы уже просто принятие. Это какая стадия? Вот Последнее. последняя. Мы уже просто вот он накидывает здесь Загрузил. вопросы. Вот так, вот так, вот так, вот так. Он раз что-то остановился. Yes. Yes, Победил. получилось. Да, этот конкурс я выиграл сегодня. Что я говорил? Я у Эмине, короче, ворую, вот как она бы вот поступила, как бы она сказала в этом случае. А вот, что бы и мне мне- сделала на этом месте, да? Да, грубо На самом говоря. деле, кстати, я тоже зачастую поступаю вот как... Я вижу, что они реагируют, например, Асан вот так себя повел, Мгм. и они на это среагировали положительно или как-то вот, да, это сработало. Я тоже для себя там пометки делаю. Конечно, И потом все детским равно садом, да? по-разному реагирует. Вот, например, когда Асан остается наедине с детьми, меня нет. Или, допустим, я остаюсь, когда Асана Они нет. вообще другие. Они вообще себя ж по-другому ведут обычно при одном родителе. Нету человека, к которому Он они говорит, пойдут вот и я пожалуются. спокойно вот уложил вчера, и говорит, он спокойно кушал, там он спокойно А ты то-то. не обижаешься, когда тебе так он говорит? Нет. Она кайфует на концертах. там. Да, Слушай, завтра как раз завтра Нет, я концерт, наоборот да? радуюсь. Почему нет? Ну, то, что вот Ну, у как тебя бы- не получается, а у него получилось. Да, ну, почему нет? У Значит, тебя- мне нужно Так у нее где-то... получается, когда Это меня мне, нет. наоборот, подстегивает, значит, где-то что-то я... Просто у нас реально, когда они с нами, мы один родитель и двое детей, Мгм. как-то они лучше слушаются, или я не знаю, вот нету такого. А тут, когда есть два родителя, альтернатива, да, какая-то, один бежит туда, бабака, анака, там, дарылды, или еще что-то. Или наоборот, да, Ну, соответственно. кстати, да. Да, может А быть. здесь как бы вот я поэтому иногда для себя какие-то пометки делаю, тоже беру что-то такое полезное. И Что, вот тут еще такой момент, вот вы вдвоем, ну, два родителя, он к тебе прибегает, и что, ты пойдешь по-любому разбираться. Сейчас мать скажет, что он виноват. У нас Он такое тоже скажет, что он бывает. не виноват. И что делать? Да, у Вот нас а что тоже делать в такое. эти моменты? Это знаешь, как Кому я верить? сижу в другой Кому комнате и понять? слышу там уже пожар, короче. Ай, да. Прихожу, и там за 2 секунды разобраться, ну, сложно, Да, да, правильно? да. И я в основном на нее начинаю. Ну, типа, ну, ты же взрослый человек, вот все дела. Ну, кроме меня уже есть взрослые дети почти. Да, ну, у нас большие дети, честно говоря. Старшие уже Ну, 13. потому что- Уже так не Мне разберешься легко. Мне, да. знаешь, мне все время приходится корректировку делать, потому что 3 года, ну, это прям очень мало. Это прям на каких-то интуитивный какой-то подход, мне кажется. Вслепую идем мы с Ахмедом? Да, вот Просто вслепую. на Ты ощупь. правильно сказал, вслепую. Потому что, ну, вот взрослые уже, знаешь, как-то вроде как уже может что-то в ответ услышать и Да. понять вообще, что происходит. Тем более Я вот у помню, нас... Да. когда Камила родилась, и ну, мы выписались с роддома, и я говорю, ну возьми ее на руки. Он взял ее на руки, она такая маленькая, у него на руках. И я захожу в комнату, а он в какой-то момент, я слышу, он ее вот так вот гладит по головке пальцем и говорит,
Ну, когда тебе будет 5 лет, тогда и поговорим. Как я, знаешь, Просто отдыхай. я у нас, ну, своей младшей, ну, она еще когда младше была, я ей говорю, а я тебя не люблю. Он просто думает, я говорю, да ты все равно это не запомнишь. Сижу так, дразню, короче. Ну, вообще, ты знаешь, вот интересно получается, что как будто бы ты через детей и себя начинаешь познавать. Понимаешь, да? Да, ты совсем Вот другой свою, становишься. вот, ты же как? Ты же вот типа взрослеешь, и ты такой, я большой, да? Вот в своих глазах. А потом, когда появляются дети, и дети начинают отражать твои негативные эмоции, положительные эмоции тоже. И ты понимаешь, ага, вот в этом моменте я нормально, а вот в этом что-то как-то, ну, какой-то с гнильцой, короче, человек, да? То есть Они немножко слова не так. иногда, твои фразы начинают транслировать просто. Причем против тебя, да, Против сразу. тебя, против младших там. Да. Это как есть же Ну, вот фраза, тяжело. не воспитывайте А будьте, да, детей, примером. а Воспитывать Все себя. повторят, Учитесь вот себя. все повторят вообще. Ну, я скажу, вот Пример. нам, ну, лично мне, не знаю, Асану, наверное, тоже, нам было очень сложно с Ахмедом. Он у нас, потому что вот он такой, мне казалось, что, боже, вообще... Он сейчас тебе иногда может Вот так я ответить. смотрела на других детей, да, я думала, что, ну, вот у меня так же будет. Но тут нас просто сразу такое ощущение, что нас кинули в котел. Да, живите с этим. Вот, например, я иногда сравниваю с Саидом, да, со вторым, ну, вот иногда небо и земля. Третий вообще будет сам, я тебе говорю. Сам Нет, по просто себе. он по характеру, и потому что вот он так по характеру, он совсем Сразу с дипломом родился. Да, сам по себе. И мы, скорее всего, его и любить будем больше всегда. Это как ролики есть же такие, первому там, я не знаю, первого избили, на второго наорали, третий, ух ты мой маленький, мы идем покушаем. А четвертый вообще? Да, четвертый там. Ну, не из-за этого даже. Не то, чтобы это просто потому, что первый опыт, да, как бы первый твой ребенок. Нет, потому что вот сам ребенок Он такой. такой, да. Он нам, короче, дал конкретно. Да, мы там и по Жару. неврологам походили, и нам и самим говорили, лечитесь сами. Да, они говорят, лечитесь. вы допустили безнаказанность, там, вы Ой, то-то, слушай, то-то. вот это... А мы сидим, понимаем, а чё мы потом, когда сделали? нам начали объяснять, Чё что мы у не вас... сделали? А нам же не с кем сравнить, то есть это наш первый ребенок. Мы не знаем, что, почему он себя так ведет, да, допустим. Это же все объясняется с точки зрения психологии, там, ну, неврологии, еще чего-то. То есть есть действительно вещи, которые вот он сам иногда не справляется со своими эмоциями, Он ему сегодня сложно. вообще сказал, вот казалось бы, ну, понятное дело, нельзя материться при детях, но все равно же в детстве кто-то один-два слова цепляет. Что он сказал? Золотое поле. Мы что-то ему, короче, Золотое поле, это где родители живут. Знаю, Идеальное в Коре. Золотой поле, Да. это моя сторона тоже, в том числе. Да, рядышком где-то. Ну, Ислам-Терек, я имею в А. виду. Ну, наши... Кировский Да, район. да, да. Да. Тамбурлар. Да, и он, короче, что-то мы ему уже пригрожаем, вот, не поедешь, Вармаджан, Золотое поле. Что-то мы ему сказали сделать, и он уже, не хера керек мана более Золотое поле. Ну, вот так Ну, вот это это красиво зачем не что-то. надо? Вот Это- он вот так, понимаете, может Ну, ответить это тебе. прям, это крик, это, понимаешь, Что-то мы его крик заставили, души, понимаешь? или Йигыштыр Ознекель, Йигыштыр Анджахлары, или Вармаджан. Это уже мы, грубо говоря, раз 20 ему Да. пригрозили Золотым полем. Он делал, и на 20 раз. Понимает, что Да мы не можем- хера, Кирик, мана более Золотое поле. Говорит. Вот так Если вот меня зачем будут оно мне? заставлять Да. убираться, спать и все Он уже психанул, он хочет туда поехать, но он вот не выйдет. Он вот так вот может ляпнуть. Ему слишком 3. дорого ему это. И опять-таки мы потом начали понимать, что ребенок в возрасте там 3 лет, да, как вот сейчас ему 3 года, что ну, не каждый ребенок так себя ведет, так рассуждает. Он и всё Саида делает. воспитывает, он воспитывает Конечно. Саида. Саид если- меня не слушает, он его У слушает. нас авторитет Ахмед, чтобы Я вы иногда говорю ему, Ахмед, Айтона Переведи, Утрсун, да, Переведи ему. Айтона Утрсун, ну это, блин, вот он воспитывает Ну, вот нас знаешь, уже. я тебе хочу сказать, вот насчет психологов и вообще вот этой истории, нужно быть очень осторожными Вот это современная с психология. внешними советами. Вот смотри, свой случай расскажу. У нас первый ребенок, вот Камила, да, она у нас родилась, и она у нас год, 1,5 года, она не разговаривала. Она говорила тля-тля-тля, вот так вот, и интонация. свой язык. Свой язык. И она начала переживать. А я что? Я ей говорю, ты видела хоть раз 40-летнюю женщину, которая так разговаривает? Ну, это же нонсенс. Она нет, она как мать переживает, все. Пошли мы к психологу, кто? Ортопед, кто это был? Она- Логопед. Ну, кто-то. Психолог, логопед, да. И, в общем, приходят вот такие слезы. Оказывается, у нас ребенок Маугли. Понимаешь? Маугли? Да, мне Маугли, сказали, не хотим вас, не хочу вас огорчать. Да. Ну, то есть
хочу вас огорчить, потому что у вас ребенок Маугли, а просто ребенок, А он же которому где-то с показали животными, что ли, какую-то или что? А? С животными, что ли, живет, или что? Нет, синдром так называется? Это синдром. да. Смотри, у нас же, вот я сейчас быстренько расскажу вообще, какая история. У нас она первая, да, и братишек никого не было вокруг. Она одна. Росла одна, вот, с Взрослая. матерью. И, получается, не было такой контактной группы, условно говоря. Тут, получается, мы едем к какой-то тетке, она дает засаленную какую-то обезьянку и говорит, на обезьянку. Она, естественно, не берет. Ну, кто это такая? Ну да. Все. Та говорит, у нее же в книжке написано, ребенок не идет на контакт, значит, итог Маугли. Понимаешь? Я сижу в машине, и мне говорят про моего ребенка, что это Маугли. Но я же с ним контактирую, я же знаю, что она адекватная. Я ей говорю, она отражает, отсвечивает, да. То есть она делает все, кроме вот деепричастных Тем оборотов. более разные бывают Предложение. дети. Кто-то, Вот. наоборот, коммуникабельный, да, кто-то... Но Это- это же, мы же тоже вот паникуем, ну, это же первый. Ты Да, по-любому да, да, начинаешь вот нервничать я про раньше. это говорю. Я вот с Ахмедом за этим вот перепаниковал. Ну, хотя не замечал за собой до этого, но повел его Паникуешь, к ортопеду. Ноги, когда иксить начинают, я его повел, он говорит, да это нормально, он, организм вытягивается, ноги сначала вот так, потом вот так, и по итогу вот так 7 становится. годам, сразу говорят, уже, наконец-то. да. Да, а мне надо, чтобы они были ровные, потому что я хочу, чтобы он футболом занимался, потому что я не смог заниматься А Он, футболом. он, кстати, тревожный родитель, я вам так скажу. Он даже То тревожнее, есть чем в я. вашей Да стопните. семье наоборот. В нашей семье я. Ну, чуть-чуть тревожный, да, возможно. Нет, я, например, ну, вот даже когда сказали, что вы не замечаете, у него ноги иксят, я говорю, ну, Да ничего, еще рожу, говорю, да? ну, как бы, все нормально. Ну, вот я как-то спокойно отнеслась почему-то. Мне, ну, может, какой-то чуйка, Вот я я не знаю, тоже за что-то вот спокойность. это. И вы что по итогу сделали? Вот. Я просто повела. Просто жили повезла с этим. С Маугли. Повезла Волков, её ну, в это, Симферополь, завели. к другому психологу, да, логопеду, и она посоветовала, ну, она говорит, описала я свою ситуацию, что мы все взрослые, 4 взрослых и 1 ребенок растет. Она говорит, ну, ей с вами разговаривать Не о чем чем. разговаривать, да, конечно. вам нужен садик, да, и мы в течение месяца собрали все справки, отдали ее в садик. Первый день она с садика пришла, Уже слова. была зима, был декабрь. Она вот так вот на пороге сняла шапку и вот так вот бросила ее. Шапка. И я поняла. Счастье не было да, предела, да? лёд Тыринды, лафет. У нас тоже нам сказали, Лучше Ахмеда молчи, вам чем социализирует. Нам Ахмеда тоже вот Социализирует, нам быстрее. постоянно об этом говорили. Мы пошли в частный в 2 там или во сколько. Ему там было с детьми скучно, он с воспитателями. Мы когда уходили с этого садика, воспитатели там через сколько-то говорили, приведите его, нам скучно, нам не с кем поговорить. Но он, еще, кстати, да, разговаривал он очень разговаривал, рано. Очень он рано начал просто разговаривать. говорить, да. да. И нам поэтому приходилось, чтобы он вот его социализировать быстрее. Это я, знаешь, это я сказал к тому, что ты с ребенком живешь. Ты его знаешь намного Лучше, лучше, чем Да, чем тот чем же чужой врач. человек. Ты врачу объяснил вот 5 Сидит, минут. да, сидит молодая специалистка, у которой, возможно, у самой еще детей нету, и вот она раздает такие всем звания. Ты понимаешь, ладно, я там адекватный, скажем так, да? А если там кто-то побежал бы лечить ребенка от этого, от мауглинизма, я не знаю, что это такое. То есть, понимаешь, вот в моем понимании, да, как можно такими серьезными, ну, ты почитай, это серьезный синдром Маугли, он есть. Как то есть, можно ребенок Поставить неадекватно? диагноз, Да, 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 не понимаешь? контактирует с окружающей средой, людьми, и да. вот прямо вот до... Как аутизм, типа Это такого да, что-то, да, да? Вот скорее как всего, будто бы. да, Он скорее прям всего. настолько, да, он... Вообще Ну, такие исправляется случаи. это? Ну, не знаю, по-моему, нет. Не знаю, я как бы дальше не копал. Мы спросим у Эльвиры. Да. Просто Я это понял. я говорю к тому, что вот родители, которые будут смотреть, да, там у кого есть дети, нужно быть чуть спокойнее. Вот эта тревожность, которая у тебя есть, да, ты должен сам искать источник этой тревожности. Вот в чем он проявляется. Я, допустим, вот когда с ней разговариваю, я всегда стараюсь спокойно сказать там, что имеет значение. Вот, допустим, за медицину она отвечает. Когда дети у нас болеют, я вообще не лезу. Я говорю, так, в аптеке что нужно купить? Вот по списку я даже ничего не обсуждаю. Все равно я считаю, что к специалистам нужно обращаться. Надо обращаться. Нужно внимательно следить за всеми Да, кстати, вот моментами в этом плане нужно быть развития, тревожным. и, Да. все-таки вот Иногда, да, я тревожность, хотела кто-то, тоже если хотела из сказать. в семье, да, Иногда это даже Один ну, должен плюс. быть.
Я Да. буду. Лучше, знаешь, лучше как перестараться, чем не достараться, Да, понимаешь? да, Пускай будет простуда. Вот, допустим, один раз у нас была ситуация, вот прям серьезная, у нас воспаление легких было, а нам ставили горлышко, понимаешь? 3 дня температура не падает, она же уже опытная мать, у нее уже с третьим ребенком была такая история. Она говорит, направьте на флюорографию. Они говорят, нет, у вас горлышко. И вот она скандалом 3 дня не падает добились. температура. Что это Ну, я может в быть? основном слезами беру. Да. В общем, Свои сделали... приемы. Какое там, одностороннее, да, было? Или двухстороннее? Воспаление легких. Воспаление Ну, это, блин, легких. Во-первых, Где и горлышко, где дыхание воспаление же легких. сразу, это же все видно Я сразу, этого когда терапевта, ребенок. если честно, я готов был его, потому что мы ночью к нему приехали, в час ночи приехали. Он, ой, а что у вас красное горлышко, типа, что вы катаетесь? А утром, когда оно уже заселялось, я увидел, как он домой шел. Я, честно говоря, было желание Мы поговорить. Просто поехали в приемный. Да, покой, сразу заселились. и- То есть в этом плане, вот, что когда маленькие дети, нужно быть очень внимательным Баланс. вот таких вещей. Ну, Ну, здесь маленьких за тревожность детей же точно еще я быстрее отвечаю, все да. развивается. Да. Они же сказать не могут, понимаешь, все так бессимптомно может проходить. Мы вот и с Саидкой тоже по больницам покатались, и с Амине тоже уже прошли. У нас с Саидом 2 ситуации были, у него фибрильные судороги были. Ну, короче, он сознание терял от температуры. Ну, Да. не теряет сознание, а Он судороги. отключается, Глаза, да, да, у нас так закатывает было, да. глаза, язык уходит, да. Мы когда первый раз это пережили, конечно, там, не знаю, по сколько килограмм все скинули. Все равно машина скорая, понятно. Да и второй раз второй тоже раз, для да. нас был, к этому как бы невозможно привыкнуть к этому привыкнуть, сложно. да. Да, и вот после второго тебя тоже пытаются успокоить, надо перерасти, надо это сделать, как бы температура, педиатр тебе говорит, не допускайте 37,5. Как ты не допустишь 37,5? Он 2 раза пробежался под солнцем, Это поставил, у начальный него цикл. уже 37,5. Это Тем более, ничего. как у них быстро это, от 37 Да. до 37,5 уже, да, вот как бы там Как моргнул. Это Я как- помню, 39, там 38 не Вот это вот контролировать. его порог. Вот нам до А. 37,5, вот надо сбивать все. Да, и сразу. мы первые 2 дня вот каждый Ну, раз. едем. обычно 38. У меня, знаешь, почему тревожность, нам тоже так наверное? было. И за вторым разом у нас вот было 37 и больше, 5 и больше, 38 не было. Нам теперь сказали, ваш порог 37,5. У меня, знаешь, почему тревожность? У меня-то дети, племянники, в семье, вот сестер, дети, племянники, 6 штук. Ну да. Их я все тоже видел. Это все. А вот поначалу у меня, я почему на тебя наезжал, у тебя детей же до этого не было, а у меня же были дети. Ну и что не мои. племянников, Я больше да. видел, Смотрелось, да, да. я больше видел. Ну, я, Они например, всем на я, меня например, рыгали. рассуждаю с точки зрения того, что вот, как-то, может, раньше и болезней таких не было. Мы вообще как росли? Да не все Мы не Мы в пичкались грязи, блин, столько выросли. лекарств, да, вот В селе. сколько сейчас. Ты приходишь, например, к врачу, он тебе прописывает минимум чек на 5000, извините, конечно, Да. но это как минимум. Ну, это Да. золотая И история. ты думаешь, это вообще, это просто весь день надо ребенку постоянно пихать, брызгать, делать что-то. Это невозможно. Я говорю, как мы росли просто? Как мы вообще дожили до Объясняю, этого как мы возраста? росли. У меня была желтуха, и все не верили, что у меня желтуха. Пока я там сознание не потерял, в группу А поставили самую тяжелую форму. Вот так мы и росли. Офигеть. Кто не вырос, тот остался. Того Я- не спрашивают, понимаешь? Да. Пас Нет, 2 дня ну- коров и перенес краснуху. Не желтуху, а краснуху. Где-то мы там еще сойдемся. Вот. Это такой, знаете, естественный отбор. Да? Выжил. Это знаешь, это вообще не к родителям претензия. Не-не, Это норм. знаешь к чему? Это меня заразили гепатитом. И получается, мы пришли, я помню, я ребенком 5 лет было, не знаю. Привели в клинику, и врач говорит, что вы мне рассказываете, что у него гепатит. Вот он как бегает, и аппетит хороший. А я всю жизнь такой, я бегал, и аппетит хороший. А это как бы, сих понимаешь, пор. это, они не соприкасаются. Уже, конечно, не так бегает. Сейчас только аппетит хороший. Вот. То есть, повернусь, скорее. Салус. То есть, понимаете, я не думаю, что раньше этих болезней не было. Все было. Просто это было все тихо, никто ничего не знал. Да, Не По такие домам было болезни, закрыто, да. Там, если что-то произошло, никто ничего не в курсе вообще. но все равно наши родители были спокойнее. Вот я, например, даже иногда с Анашкой мы часто разговариваем, она говорит, я не знаю, у нас, говорит, как-то вы так не болели, во-первых, и таких вещей. Для нее вот, когда она увидела воочию, когда Приступ. с Саидом вот это все случилось, она дня 2 не могла, она плакала, она не могла отойти. Чё, для них, То есть, конечно. как бы я, например, к этому нормально, Да нормально, не, конечно, нет, но это-
ну не проще, как это Я правильно вспомнил, сказать? я Более свои. как-то, да, Сдержаннее. сдержаннее, Просто ты ответственный. кулак собралась, А да. ты не можешь да. растеряться в этот Да. момент. Ты Да. можешь То, сознание да. потерять потом, когда ребенок Да, все растеряются, кто будет разрыдаться, действовать. еще что хочешь да, делать. да. Сейчас, пожалуйста, будь собран. Да. Да, Да, ну да. вот, но все равно она говорит, что настолько вот не было, чтобы вы так болели, Ну, чтобы вот- какие-то иммунитеты крепкие были, или что, я не знаю. И мы, говорит, вас вот этим всем не пичкали. Знаешь, чтобы- знаешь в чем? Вот я тебе скажу, в чем прикол. У нас не было столько сахара в детстве. Вот это точно от этого. Да. Потому ну и что питание, соответственно, все это, да, питание, экология. и вот Экология. точно Да, не было. сахара не было. Я, точно. я искал, я рыскал, я воровал с дома. У меня не было столько. Вот сколько у Это них человек, сейчас. который Я ел, очень сладкоежка. ел ну, такой. конфеты и заворачивал камни внутрь. Или чтобы Хлеб, бумажки хлеб. там. Хлеб заворачивал, чтобы они были вот Потом пришли визуально. гости, да, и Так и за было. хулику. Хлеб и Какой ушли. я там получил. Вот, даже. Кстати, знаете, С тех что пор я подумала? Аджиа Вот сам, эти да? конфеты из золотинок можно сделать золотые зубы. Да, да, мы тоже делали. По-моему, у нас тоже такая история была, что вот эти вот такие были, как типа вафельные с журавлями. По-моему, я тоже такую историю сделал. Ну, дальше не помню, значит, Я, что-то знаете, что хочу значит, сказать? Мы еще полетело. на врачей вот тут 2 раза немножко наехали, но не все такие, нужно отдать должное. Есть очень хорошие специалисты, которые Да. реально вот очень хорошо помогают. Я, знаешь, вот Вот. в этом плане, вот я свою... Которые чуть, Богосларс, которые Да. чуть, как сказать, еще более, ну вот как сказать, ты можешь не увидеть, а они еще сложнее там форму какую-то конечно. нашли Да. наперед. Дальновидение, Да. да. Просто Э, вот мне кажется... Ты скажешь, что это горло, а они скажут, иди нафиг, это пневмония. Да, я просто говорю к тому, что когда речь идет о каком-то спорном диагнозе, нужно разные мнения Да, спрашивать. да, Вот да. это точно. Да, мы Вот сейчас, допустим, собираем. Да, вот допустим, сейчас, допустим, у нас с глазами проблема, там, ну, у детей, там, у старших, ну, проблемы, там, астигматизм, все дела. И вот мы в частную клинику пришли, глазную, да, и я чувствую, что вот мы уже как на счетчике, короче, нам уже программу расписали, там, очки, линзы, в общем, бюджет пополняем, понимаешь? И складывается ощущение, что, ну, надо бы как-то пойти еще в другую сторону, там государственную провериться, например. в государственную, например, сходить. То есть это неплохо, понимаешь? Вообще скажешь, да ты здоров. иди. Вот перед вами сидит пример, которому нужна была лазерная коррекция. Я пошел в государственную, с их мечети женщина, соседка посмотрела, да, блин, тебе сосуды надо Шоколадку. вылечить. Ты пришел утром ко мне, у тебя 0,4, 0,5, а мне до этого ставили 2,5 и Плюс 2. или минус? Далеко не вижу, это что? Близорукость. Близорукость. Ну, близко вижу. Минус. Линзы, очки. Линзы мне поставили, я теперь близко Да, не вижу. мы Я купили 2 дня... ему линзы, которые такие временные. Да, я поносил Он 2-3 не дня видел. их. Да, я близко теперь не вижу. А читаю я, ну, То есть нормально. как бы. специалист, который, ну, Так, а в итоге что получилось? Как ты вылечился? Это Я еще не вылечился, но мне сказала, не надо тебе, говорит, никакие лазерные коррекции. А я там уже чуть ли не на операцию собирал, там, Хотел забор делать, да, уже? да, мол, или запороли. 100 тысяч сюда. И они, ну, дорогие операции, реально. 100 тысяч, зрение. да. И по итогу вот в государственную я пошел, Таныш Адам, я пришел к ней утром, она говорит, у тебя все нормально, ты с утра, ты отдохнувший, ты вечером ко мне придешь, да, и я тебе скажу, там, 2,5 ты Она ешь. говорит, Тебе что надо гаджет, сосуды, вот это давление, всё, оно ж- и... Нет, Да. она не говорила про гаджет. Сосуды, давление, что-то, ну, Да, не конкретно зрение, у тебя до этого, типа, Просто проблемы. глазное давление повышается, и все. И вот плохо вижу. Я вот иногда на свадьбе реально, если кто посмотрит и с кем я не поздоровался, это не значит, что я вас игнорирую. Я просто вас не По-моему, это и значит. отвечаю. Вот нет, вот реально знакомый человек проходит, я вот так в упор смотрю, я вот не вижу. Он к вечеру силуэт, всегда говорит, просто «Да я, говорит, силуэт. у меня, я прям прикинь, говорит, не вижу. Я ну, выхожу мутно, вести говорит, свадьбу, и я всё». просто Это вижу, что специфика, примерно значит. там Келинкиев, примерно вот тут люди. Да. Звук, да, идет? Сам у нас. И вот так, короче, еще эта колонка под Ну этим. не настолько тоже. Не, я тебе говорю, вот в каком-нибудь зале, где далеко. это тяжело просто, тяжело понимаешь? вести, ты Тяжело. просто на ощупь. Это же, видишь, это из-за того, что за день ты устаешь, вот это все, это же оно сказывается, Да, правильно? да, Что это ты перенапрягаешься. да. Да. Ну, он Это вот, чуть да. другое надо лечить. Короче, это говорим, что это вот специалист реально второй, или даже третий, который меня посмотрел и сказал, не, нормально все с глазами, и вот там до лечи. Да. Вот, Вот. кстати, о свадьбах, если говорить о свадьбах, наши свадьбы такие изнурительные, да, вот особенно для тех людей, которые обслуживают свадьбу. Вот я помню те времена, когда Что ты на меня, я не обслуживал свадьбы, я А. наблюдал за ними. ну вот Со стороны. наблюдал в этот, да,
Ну, я и помню, что смотрительный в очень плане. сильно, да, Ну, уставала. тяжело, ну, прикинь, 8 Ты- часов. Ну, Ну, я бы не да. сказала. Ну, кстати, вот- Я не соглашусь, знаете почему? Ну, ты вышла, 4 песни спела и села. Так дома поговорим. Вот ты не соглашаешься. Люди Все отдыхают. аплодисменты собрала. Да, мне тоже кайф, я имею в получаю виду, что удовольствие. наши свадьбы, если сравнивать, например, со свадьбами там русскими, Вот, другими, там вот ведущий там- прям работает. Да, Ты там что? они пашут от Да. и до. То есть здесь ты лепку объявил, ну встал, да, ты там, конечно, это... Не, давай тоже сильно Да, не да, будем. Тоже есть Просто напряги. я знаю, как там, ну вот прям работают, поэтому. Ну, я не я тебе- обесцениваю, нет, ни в коем Хорошо, но случае. вот сейчас же свадьбы мельчают. Ну Свадьбы да, сейчас щас. не 300, а 150. Вот, кстати. Не 150, а 50. И вот где 50, ты там работаешь и побольше Да, русского кстати, ведущего. да-да-да. И там, Лепка где же говорят, маленькая. ты у нас общая одна лепка будет, и все. Вот там ты пашешь. И у меня Да-да. что, мало таких свадеб? А если, валом. да, есть свадьбы, которые Там вообще ты без пашешь, лепок, там да, там у и тебя миллиард просто, конкурсов, вот у тебя викторин. действительно проблема, это все программу Надо же выстроить, да. развлекать их. Не проблема вообще. На опыте, да, выезжаем? Валом На материала. самом деле, любой. я вот иногда просто, не потому что он мой муж, да, и там хвастаюсь, но он действительно, вот он знает, что он делает. И причем он все так грамотно может выстроить, да. Я ж по роду как бы профессии с многими контактирую. Да. Меня, допустим, там А как Эмине попросили. поет? Подожди. Как она Попросили. поет? Ну, не знаю. Ну что-то я Есть серьезные такая вещи тема? говорю. Про детей начинает разговор. Вот у Ну, нас это вот так, вот вообще так. жесть, да. Ой, а у нас вот А так и наш вот так. ребенок, да? Ой, а наш вот это. А у нас, ну, волей-неволей у меня миллиард случаев с Ахмедом. Миллиард, я расскажу. И с Саидом, и с Ахмедом. Много. И ты начинаешь вспоминать, потом ловишься на мысли, я сижу и хвастаюсь своим сыном. Да. Я просто А хвастаюсь. всем все равно. Я горжусь понимаешь? им. А но я всем сижу- все равно. Ну, А я всем не, всё равно, здесь да. дело не в хвастовстве. Ну, Я немножко просто неправильно. часто работаю, да, допустим. Вот он мне сказал, 8:30 будь там Да, на да. месте. Да. Это вот я вам скажу, там 2-3 минуты максимум может быть там вот, Сдвиг. допустим, да. Я просто Я еще... прихожу, он сделает все, чтобы четко вот так, ну как бы не потому что это я, а потому что действительно вот у него настолько Да, да, да. Я, он это я делает. понимаю, А о чём- сейчас о чём тост ты говоришь. Он скажет знает, Биташка, какой- не будет сейчас Биташка. Мне жена там просто, ну... И дети ждут. Тайминг не Нет, дорог. действительно. Он утром, например, обзванивает всех. Так, ну, не каждый день Свадьба там, в силе, да? каждого артиста. Я вижу его подход. То есть это не просто там вот, ай, Просто потом легче. Весёлый, как, да. как халтура, Потом да, легче, работа, реально. а действительно... Когда ты заранее со всеми Ты знаешь, обсудил вот, все, потом намного вот легче. Я же свадьбы снимал, ну сейчас не снимаю. Мы, кстати, с тобой мало, да, снимали? Ну, когда Очень? я начинал, по-моему, уже заканчивали. Да ладно. Ну да. Ты Да. когда начинал? Ты недавно начал снимать? Нет. Ну, работать на свадьбах? В 14-м работал уже? Да. Ну, 14-15, я еще, что-то такое. я еще 4 года работал, 3 года. Ну, значит, И знаешь, вот смотри, 150. вот ты правильно говоришь, от ведущего очень много зависит. Да. Вот я когда приходил на свадьбу, я понимал, сегодня мы и покушать сможем, да, и мы не устанем сильно, и все пройдет классно. Вот чисто от души, там, если Абляс имен. ведет. Без Не, имен. не, вот нормальные ведущие, опытные. Мгм. Но один Ну, раз не я Халабалых попал в имеется в Зую виду. на свадьбу, вот я тебе клянусь, 1:30 ночи они торт выносили. Я думал, и это мы И с людей, Тимой, наверняка. с Лимшахом снимали, Тима помнит по-любому эту свадьбу. Я тебе говорю, нас не кормили. Представляешь, вот в 5 часов, 6 часов начинается свадьба, Ну, это да. в 2 часа ночи торт только выходит. Он Еще никому лепки не нужен было. Это особенно. еще да. Он Да. тогда никому не нужен. Ты понимаешь? И я тогда, конечно, мы Люди, подустали. которые ждали, чтобы залепить. Просто женихов надо с невестой. понимать, просто Они нет. уже в 11 Ты уезжают. даже, я тебе хочу сказать, вот даже ты когда в воскресенье и в субботу, это тоже разные свадьбы. В воскресенье утром, в понедельник на работу. Или ты приходишь, там Биташки, Харвашки, ну, много стариков. Ты понимаешь, что они в 10:30, в 11 уходить начнут. Да, Ты же да. не можешь... А когда молодежь и пятница или суббота, блин, да кайфуй. Вот просто вот Когда они он танцуют, эти чё ты их мелочи трогаешь? учитывает. Я просто бы, ну, я не Ну, ты же знаю, не может быть, ведущая. потому что я не ведущая. Да не, в силу Но опыта, нет, это все просто со временем есть такие, приходит. которые этого тоже не учитывают. Даже вплоть до того, там, ты иногда звонишь, говоришь, когда мне лучше приехать? Да, приезжай, когда хочешь. А Плюс-минус. там... Да. Просто И тебя ты видеть сидишь хотят 2 дольше. часа, понимаете, и ждешь, когда же тебя хотят- объявят. Я же понимаю, что ты детей должна смотреть. А у тебя было такое, что там Моих 2-3 мероприятия? за день? воспитываешь, Да. я домой. Да, Ну, бывало. вот это очень важно, когда 2-3 мероприятия. Когда у тебя правильно? несколько точек, да, и ты должен объездить и успеть везде, да, Да. это У меня тоже же не есть. было. Нет, вот Я к этому иду. здесь же еще не только от этого, от хронометража. Два зала с арабузом, А большой сразу малый. можно, нормально?
хронометраж это ну, не настолько, да, важно, например, сколько важно именно подход найти. Свадьбы-то разные тоже бывают, да, Да. и тебе нужно, ну, например, вот сегодня там такой контингент, там больше молодежи, а здесь больше стариков, там больше там Свадьбы какого-то. Вот. разные. И ты по-разному, песни или, допустим, разные. ты понимаешь, что Ой, там смешанное какое-то это. Было время. Там всегда так. Слышишь? А вот Руслан. скажи про свадьбы, скажи, вот последние года, они же сильно изменились, потому что я давно не был Ну на свадьбе. да, Что сейчас произошло ам, со свадьбами? По сути, ну, по факту, вот наполняемость, она особо не поменялась. Просто поменялся бюджет свадьбы. И за счет этого Ну, в меньшую поменялось, да, сторону. да, в меньшую, конечно. И за счет этого поменялось просто вот Программа, получается. чуть-чуть скуднее, может, программа. Ну, нельзя обвинять, что скуднее. Как говорят? Вот любимая пословица моя по жизни Йоргана Куря, я хлорнулся. Мгм. Вот они, больше люди начали понимать, что не надо там в долги, в кредиты залазить. Вот как ты можешь сделать свадьбу, так никто Серьезно? тебя не осудит. Вот прямо сейчас этот процесс идет? Ну, Потому что это же большая проблема наша. Вот, я так но мы понимаю, и не не только беднее нас. стали. Мы не стали особо бедными. Ну, мы же хорошо живем сейчас. Просто люди Вот понимают, вспомните что детство, оно мы того, же может, вообще не же не так стоит жили. Да-да-да. столько вот этого Мы всего. более-менее на ногах крепенько стоим, Аллаха шкур. И свадьбы, соответственно, тоже, отражение да, этого. отражение, да. Просто они стали меньше, потому что бюджет уменьшился в количестве, наверное. Вот раньше 300 человек было, сейчас 150. И еще такой момент, может, не... Ну да, скорее он отрицательный. Вот, допустим, составы раньше, если звали, то сейчас переходят уже Диджей. либо меньшее количество людей там в составе, либо диджей. Ну, это же сами составы решают, кто поедет. Они же между собой деньги делят. Ну, я, это смотри, очень редко, вот ну, когда полсостава я зову едет. Гунеш, я Да. же не знаю, там будет 7 человек или 5 человек будет. Я просто зову состав Гунеш. Не, они это как бы не стандартно Гуниш, а едут. просто Да, пример. они как бы стандартно едут. Ну, редко бывает там, когда позовут двух музыкантов, там один клавиша, один второй инструмент. В основном составы меняют на диджеев больше. Вот. Так этой проблема Один и раньше была, при мне еще. Ну, она была, но не так. Сейчас даже, Сейчас явно, сейчас да? даже так, что и ведущий, и диджей, чтобы все в одном лице было. Не, ну это- Ну да, кстати, да, сейчас тоже такое есть, что и ведущий диджей один человек. Ну, как будто бы это логично, нет? Возможно, да. Ну, Ну, вот сказал, если и кто всё. может, почему нет? Кто справляется с этим, допустим, это нормально. Ну, не знаю. Я, Ну, например, вот мне бы наблюдала с на живым свадьбах составом было бы такое. интересней. Мне кажется, человек, во-первых, когда он чисто ведущий, допустим, и еще есть отдельно состав, да, или даже тот же диджей, то есть это одна свадьба, а когда здесь человек должен там себе Ну, включить ну, какую-то понятно. композицию, Не, бежит туда, и это вот если разрывается, маленькая это свадьба, видно. если маленькая свадьба, то почему нет? Если Лампа. на 300 человек ты охренеешь один. Да. На А 50 так и не сделают на 300 человек. Да, Я не возьмутся, думаю, не Ну, возьмутся. все да. равно уже не то, вот не тот эффект, не то качество. Понятно, что может, для кого-то оно не имеет значения. Может, это я придаю этому значение, потому что я... Хотя в с этой диджеями сфере, очень может, удобно как-то. работать, вы знаете. Ну вот, у Да, тебя я всегда... знаю, я знаю. Вот, Мы всегда когда видели фон, диджея, мы всегда знали, этот. что мы сегодня покушаем. Да, да. Я там- извиняюсь. Насущный вопрос. Ну, слушай, Насущный вопрос. не, ну, Не, слушай, очень это, удобно, знаешь, классно. это даже это уже на уровне шуток было. Вот мы когда там операторы, фотографы, мы в зал заходим, если мы видим, что диджей, мы там на невербальном уровне, мы понимаем, что все, сейчас Уже раз всё настроение будет сразу. нормально. Да. Не, ну да. А, допустим, если свадьба в маленьком зале таком, ну, камерном, там, мне кажется, и нелогично, чтобы были все вот так вот, вся группа. Ну да. Там это- логично диджей, он сам что-то ведет, такой, как капустник небольшой. Вот корпорат, вот, допустим, день рождения, да, на Самодеятельный. 20 человек. Вот. Да, Ну, да. Логично, что Ну, нет это еще смысла, да. от того, что, От людей что зависит тоже что много. человеку нравится. Вот нравится ему, даже если там у него 10 человек Да, на действительно. свадьбе, ему нравится состав живой, там, Да, да, музыка, да. все, он Да. заказывает себе. Вот он А какой-то- нравится человеку диджей, и конкретно вот этот Да. диджей, потому что он гулял на его свадьбе, Да, да. допустим, он его заказывает. Это все, короче, от предпочтения. Дело в вкуса, итоге. да, дело предпочтения. Тоже так. Так, короче, еще одна тема есть. Мы уже час пишем, даже больше, да, по-моему? Да. Одна тема есть, которую я бы хотел обсудить. Будете? Короче, смотрите, вот что меня очень беспокоит, это приемные дети. Мгм. Давайте поговорим на эту тему. Почему у нас не принято брать детей с приюта?
Если нет проблем, ну, опять же, условия, да, если нет проблем с тем, что есть свои дети. То есть нету проблем со здоровьем и так далее. У кого проблемы со здоровьем, они к этому как-то двигаются, об этом как-то Быстрее идут просто. быстрее, не то что быстрее, они как бы в этом поле находятся. Просто у нас, я снимал один фильм про людей, у них произошла трагедия, у них единственная дочка умерла, вот она у нас на канале есть. И они усыновили, ну как бы удочерили, усыновили, приняли 4 детей. Мгм. И вот мы в этом фильме как бы рассказываем там эту всю историю, там, и сами родители рассказывают, что до этого они вообще об этом не думали, то есть это как будто бы чужеродная была история, да. Потом это все произошло, и мир изменился. И я вот сижу, думаю, у нас детские дома есть, Есть, да? да. Есть там и наши крымско-татарские дети. Да. Да. И я просто знаю по своему окружению, по своим знакомым, что вот это как будто когда табуированная какая-то история. Не сильно, ну, вот, не сильно в практике, как, допустим, ну, не у нашего народа. Ну, вот у нас. Ну вот вы как, вот смотрите, у вас двое своих Я, детей. честно, вот я себя на мысли ловлю, вот когда, ну, я знаю людей, и крымских татар, и не крымских татар, которые усыновили Да. там ребенка. Ну, вот когда ты, допустим, об этом узнаешь, когда ты с ними видишься, ты как будто бы хочешь что-то вот больше проявить внимание, вот как-то к этому человеку. Будучи Я вот- посторонним человеком. Да, ну, нет, знакомым. Ну, знакомый. Эм, Да. Человек сразу в моих глазах, вот он больше Вау, вот, да? Такой становится. какой-то Я, авторитет. честно говоря, так Да. ну, я Уважение, очень да. сильно уважаю, и вот для меня это, я не знаю, как бы я вот был вот в такой ситуации, как бы я поступил, но вот человек, что сделал это, ну вот, А я не они знаю, это правильно делают? будет это, Заслуживает, да, А у них свои дети заслуживает есть? вот, у кого-то есть, у кого-то нет. Вот я То есть щас есть у вспоминаю. кого и с детьми, Вот и я, берут еще. Я больше знаю, у кого нет. Да. Вот, то есть потому что я проблема. только один случай вспомнил, Да. у кого есть, Вот. и взял. Ну, Да. я, например, ну вот, Вот ты как мать и мне. я за себя скажу, я вот очень спокойно к этому отношусь. И я, ну, даже будучи, что у меня есть дети, Ну ты бы смогла взять? да. Я знаю да, причину, я по вот которой не смело берут. вообще. Вот ты с детьми работаешь, да? Ты как будто бы уже их взяла всех. Ну, они, да, Ну это да, у как него мои самой дети. там семья. Они так Но смотрят, смотрите, вот у нас, я помню, была ситуация, как бы, я Бахшларса не-не-не. еще во времена Чеченской войны, я Да. помню, сколько детей тогда сирот оставалось. Мгм. У меня бабашка прям очень сильно переживал по этому поводу. Ну и вообще он за ситуацией этой следил. Я даже... Детей же привозили, вот золотой к нам привозили, Ну в вот семьи- я помню, в семьях да, были они такие жили. моменты. И даже, Дети. ну, кажется, по телевизору что-то такое, разговор шел, что типа вот Берите дети, детей. сироты. И бабашка у меня, ну, если меня память не подводит, как бы, да, вот он был готов, говорит, без проблем вообще. Планировал, да? Я бы, да, я, говорит, если ну, будет возможность, я, говорит, хотя У нас мы жили жили. сами очень скромно, да, иногда даже нам не хватало там на какие-то эти, но тем не менее он был готов усыновить, удочерить, да, ребенка взять. И я к этому очень спокойно отношусь. Я сейчас вот понимаю, что тоже, да, ситуация не из таких. Вот если будет возможность, и неважно там, как бы, Базым Бала или Базым А Бегиль, да, ты не боишься, что ты можешь просто не полюбить его? Вот есть вот такой момент, когда понимаешь, о чем свой я говорю? ребенок есть, да. Вот ты на своего ребенка в моменте, ты злой, ты псих, да? Проходит Потом 5 минут, и ты его уже любишь облизать, заново. съесть Как готов, будто да. этот счетчик Вот сбрасывается. Я больше боюсь не за это, а больше боюсь за то, что у меня будет, наоборот, жалость к этому ребенку. А это плохо тоже, понимаете? Что я его буду Для всегда своего жалеть, что ребенка вот он плохо, да. бедный ребенок без родителей там, или еще какой-то момент вот такой сработает, да? Что вот он в чем-то Ещё- был, может быть, обделен, хотя по факту, да, если ты его маленьким взял, ты его смотрел так же и все Он же там. не знает ничего. Да, он может Вот если и не знать, знает, да? то норм. А потом ты скажешь ему? Соседи скажут, не переживай. Ну да, я вот... По-любому же это Ты не выплывет. И скроешь, если, и если да, не я от считаю, тебя, что это это скажет. скрывать это Добрый неправильно. день. Тизешка надула, пельмени будет наливать, скажет, ты, кстати, приемный. Ну, Она, скрывать что ты, смысла нет, она не да. твоя, это она. Я вот знаю даже... А будет же неприятно, если он не от тебя узнает. Наверное. Я не знаю, я вообще не знаю, как я себя... Как отреагируешь, да? Насколько Очень сложно. много Очень, на эту блин, тему такая- фильмов и сериалов. и Меня просто один не случай знаю. вообще до слез довел в Америке. Сейчас я... Мухаммед Бзик. Бзик зовут человека. Он, короче, мусульманин в Штатах. Он берет детей
которым остается там, ну, инвалидов с детского Ну да, дома, уже с приютов, обреченных, да, обреченные, да, вот летальный исход, вот им остается там год, 2, 5 лет, Это 10 типа лет. хосписа детского, да? Ну, то есть, где тяжелые... Он к себе домой их забил, он А почему они усыновляет. обреченные? Ну, там болезни такие вот, что им осталось там. Ну, Ну, это, есть же это такие. хоспис. Излечимые, да. Это с хосписа обычно, где Да. вот их там держат. Может, из хосписа, да. И историю я вот эту прочитал, что он то ли 20 детей своих похоронил, или еще что-то. Его так берет, Да, это досматривает. Ну, это прикиньте, человек с каким Это сердцем. жестко. Это жестко. Мухаммед Бзик его зовут. Слушай, ну это, блин, это прям... Это нужно у психолога спросить, но это, Это вот прям с нужно каким Может, это прорабатывать. даже ненормально, да? Это, да, мне кажется, да. ненормально. То есть, как А будто почему? бы... Вот у Постоянно него нет хоронить, своей да? семьи. Как будто бы ты ищешь все время эту эмоцию, понимаешь? Да, Но- Ты же, смотри, ты же, получается, себя жалеешь в этот момент. Но он не выставляет себя правительком Ты же об этом жалости. знаешь. Мне кажется, он помогает. Не, это О, вообще в а. Америке целая индустрия, которая занимается вот этими хосписами. Туда вот эти всякие звезды ходят. То есть они очень к этому внимательно относятся. Сериал, помнишь? Да, У него он 2 так больных очень, ребенка, да. оба лежачие, там, ну, положение не из лучших. Человек, вот, я не знаю, я бы угас вот на какой год, не знаю, но взрослый Адам, вот он только этих детей смотрит, больше нет никого дома. Но Аллах Салах Версуна, Вот вот для меня ты человек заходишь и герой ты понимаешь, просто. что да ты охренительно живешь. Да, да. Ты просто охренительно живешь. Ты же понимаешь, что ну насколько жизнь, да, тяжелая. Да, вот Он живет один, он и жену похоронил. У него вот 2 детей, есть дочка старшая, которая, ну, вроде бы как он бы отучивает здоровая. ее, да, по-моему. Да, она где-то училась, Да, что ли? учится где-то. Но А сам это факт, младший? этот человек делает и 2 манты, младших ребенка. и да. все. То есть он настолько... Ты ему то есть- приезжаешь, чем помочь? Ничего не надо. Ты ну, Валар, просто більше приезжаешь, да. керек, ничего Они не любят, привозите, допустим, вот он- шарики, вот, ну, гелевые, Да. надувные эти дети, и машинку там один ребенок тоже, ну, нравится ему играть. Ты расспрашиваешь, чем. Ну, просто мы понимали, что какую-то эмоцию надо Да. человеку, ребенку подарить, потому что вот он не двигается, вот он лежит целый Да, день, просто да, что вот лежачий ты оба ребенку ребенка. такому, который, допустим, не этот подаришь. И вот он их смотрит, вот 24/7 он с ними, с 2, не с одним, с 2. Ты с одним тут нервничаешь, я не успеваю. там В своем еще доме что-то. со кричишь здоровым, на них, да? нормальным Немножечко ребенком, да, казалось Вот, бы, да. да, хотя бы раз в А год надо. Были дети, которым мы приземляться. приезжали, которые вот конфету видят там Они- раз в год, да, например, они и они просто так радуются там, червоные, фруктам, какая-то да, сок элементарно, была. такие вещи. Тебя в Конечно. эти моменты просто настолько вот Да. Приземляет. приземляет, сажает, что ты сидишь, думаешь, ну, И вот у нас очень крутые люди, вот Ачих Юреклер, вот Да. они просто, эта команда, я не знаю, она вот Они крутые. очень крутая. мы, да, Вот, мы вот в такие моменты, мы допустим, вот что-то звоним, я привожу что-то так. пример вот в Штатах, я надеюсь, что их пример вот тоже вот где-нибудь так приводят, вот Ачих Юреклер чем занимается, реально. Ну, слушай, они уже большие авторитет молодцы. заработали на своих делах. Красавцы. И К действительно ним они есть делают. доверие, Очень во-первых, большое доверие, да, да. что Вот чуть они- что, допустим, ты помочь там хочешь, или вот элементарно вещи, да, там бывает дома накапливаются да. детские. Да полно Куда? этих вещей. Алло, там. Да, И да. вот Да. такие моменты. И вот по поводу приемных детей, ну, мне кажется, сложно, когда свой ребенок есть, Да. и вот тогда вот это какой-то не рефлексия, это какой-то вот должен быть такой сильный толчок, чтобы ты забрал этого ребенка, имея своего. Ну, вот именно. Проще, не то что проще, наверное, так нельзя говорить, неправильно, но быстрее люди приходят к тому, когда у тебя нет возможности Просто- своих детей иметь. У нас почему табуировано. Я знаю четкую причину, ну вот, которую я своими ушами слышал, допустим, как я буду воспитывать ребенка не своей крови. Вот, не могу я себя пока А это перебороть. логично Пока или я, нелогично? не знаю, насколько. Ну, ты как, смотри, ты как мужчина говоришь. Мгм. У мужчины, у него 2-3 жены, это тема следующего выпуска. Это как бы, Я уйду, да, с этой темы. Меня не будет, не рассчитывайте на меня. это же, ты понимаешь, о чем я говорю, да? То есть у мужчины может быть 3 семьи, а у женщины же не может быть 3 семьи. У женщины может быть только ее дети. Да. То есть мужчина может одинаково любить разных детей от разных женщин. Это возможно. Да, есть такие. А женщина, она же не может. Но это же обман. Нет, разные бывают. Женщина люди. может полюбить Да. ребенка вот как человека, как как сказать,
Мне кажется, что... ты Думаете, знаешь, не сможет полюбить? Мне больше кажется, что мужчина не сможет так полюбить, Я как не женщина. знаю, я б поспорила. Тут еще такое может сработать, как бы материнский инстинкт, не потому что ты прикинь, родила если этого его человека, вот так да, возьмешь, ребенка. вот маленьким, Да, то а ты тогда, мне понимаешь, кажется, ну, у тебя просто ответственность какая-то, ну, вот внутренняя. Вот я сейчас себя, да, даже вот, ну, Да, да. я не могу, конечно, сказать там в полной мере, да, не ощутив этого все, но я вот себя ставлю, например, в этой ситуации. Я знаю, что, ну, вот этот ребенок нуждается во мне, или там, ну, вот, допустим, ну, я ему должна там помочь что-то, вот как-то, да, проявить любовь свою. И я понимаю, что я буду даже относиться как-то вот, еще Ну, даже по-особенному как-то, наверное. еще тут такой момент, вот он в момент взросления этого ребенка будет много поблажек, мне кажется. а как же вот это пальцы геном не сотрешь, вот эта история? Ты же Есть не она, знаешь? вот это одна из Я причин, тоже по которой не слышала, говорят, да, вот пальцы у меня геном не знакомые сотрешь. есть, которые говорили, что вот откуда ты знаешь, с какой-то, ну, Что за ребенок с семья? какой Неблагополучная, семьи. да, Хорошая там. семья же Вот я детей его не буду оставляет, правильно да. логика. воспитывать, Да. а он завтра пойдет там, ну, то-то, то-то, да, допустим, вот я Быть буду наркоманией, вкладывать в него. Наркоман. Да, вот я такое тоже слышала мнение. Ну, я не знаю. Не знаю, насколько Просто, правильно. я Ну, знаешь, просто вот мне кажется, что, ну, этот момент тяжелый в том, что ты своих детей любишь безусловно любовью. Вот они твои дети. априори, ну вот, Даже если дано. он, Да. даже если он, ну, вот Да, да. этот, ну, твой ребенок, Да. да, вот не я поем, да, вот такой он вот. Это как бы про ожидание, Моя да? кровь, очень, Да, ну, вот то есть, от ну, меня. понятно, чьи гены, Бабашкин, Анашкин, там у тебя дед такой был вообще, Анашкин. сиди, я сам открою. Понятно. А тут как будто бы, понимаешь, темная лошадка. Да. И мне кажется, что это прям очень страшно, что ты, вот есть твой ребенок, да, понятно, что этого ребенка ты можешь даже больше любить, ты можешь о нем больше заботиться, но как будто бы ты можешь от него и устать тоже. То есть, не находя ничего общего, вот ты видишь, он растет, да, откуда у него эти повадки, это походка, там привычка, я не знаю, посуду не мыть, ну, я не знаю, Ну, вот что-то такое, что от этого выбивает. и появляются у детдомовских детей 2, 3 семьи, 4 семьи. Вот от этих вещей. Они меняют, да? Да, да. Не знаю, я, Но например, это не слышала вариант, конечно, отказаться от ребенка, когда ты его взял, начинаешь растить, Отказываются, ты воспитывать. знаешь, что отказываются? Да, Возвращают? Подростковый период, Ну, это он вообще, это очень значит, Он человек тяжелый не в готов общем. к этому просто ни морально, никак. Просто это... Ты знаешь, мы просто живем в таком коконе, да? Мы же, типа, вот наши подкидыш, да? Я так Я вот так с делаю, косточкой а мяса. он, видите, идеально должно Зачем быть ты все. это щас? Вот так он у Это него аккуратист, завесили. аккуратист И это. он очень педант в этом Это плане. на зубы потом можно сделать. это. Удобно поставить. Просто понимаешь, вот мне кажется, что вот как тебе сказать, что когда ты вот смотришь на своего ребенка, да, вот он что-то плохое сделал, и ты такой думаешь, блин, ну это же на меня похож. Я такой же был бестолковый в детстве, я себя помню, да, и как будто бы это какая-то связь. А тут получается ребенок, ну, чей-то, и тем более, ну, кто бросает детей? Нормальная семья никогда не бросит. Ну, там бывают там какие-то катастрофы, да, там что-то серьезное. Но в основном это брошенные, оставленные дети. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мешает нам что? Вот деньги мешают взять ребенка. Вот, скажем так, люди живут, и как-то получается концы с концами сводить, так вот в ноль выходить, без больших планов. Вот такие семьи, они же не возьмут ребенка. Это Мне же... кажется, нет. вообще просто не ставится в течение жизни вопрос усыновления какого-то. Вообще ребенка. этот вопрос не он стоит. Просто занят да, не своими, стоит. крутишься в своих. Если этих ты в какой-то, проблемах. ну, вдруг не окажешься в ситуации, Да. да, какой-то вот перед Да. тобой, если встанет вдруг такой вопрос. А так, конечно, у тебя нет какой-то там цели, да, вот я рожу 2 детей и возьму там 3-го, допустим. Ну, это Хотя как что-то будто бы должно случиться. лайфхак, да, как будто бы? Удобно. Я уже рожала, иди сам рожай. Ну, тут, мне кажется, вот мужчина, женщина нельзя разграничивать. Просто есть люди с большим сердцем, которые могут любить, которые умеют это делать, да. И есть люди, которые вот, ну, вот это мой сыночек, я его родила там, вот, я Да. его люблю. Да. А чужого, ну, к чужому ребенку относится вообще Диаметрально без, противоположно. без какого-то сочувствия, без какой-то любви. Вот, то есть Мгм. я вот на Да, в такой конкурсе семье. на Василия Нахтары видела группу детей, которые
вокруг тебя и меня, и прекрасно вот ты справляешься, ты прям вот как мама их, они очень любят, ну, заметно, это все заметно. Они такие... Ну, я с ними, кстати, вот, я не церемонлюсь, да, я там не так, что я Ну, их там когда по образовательный головке идет. Я очень Ну, ты не строго, и строга с родители ними, нормально к когда- этому относятся. То есть они меня, наверное, даже если они там как бы, да, проявляют любовь ко мне, то она вот не потому, что там я там их как-то, да, задабриваю или еще что-то. То есть они меня просто вот любят, потому что я... Ну, вы каждую неделю можете ездить кайфовать на концертах. Ну, ты думаешь, это Я прям... работаю дома, да? Да, Не, на она самом постоянно деле я приносит вижу какие-то это, да. открыточки, мини-оджа, там еще что-то, не знаю, А самый собираются. младший сколько лет? Маленький У нас? совсем, да? Она просто маленькая ростом. Шесть. А на самом деле она 7 16. лет. Нет, ну, у меня есть дети 3 года приходят померно ко мне. списались. Этой группы не было там просто. Эта Трёхлетки, группа да. еще, ну как бы она потихонечку там созревает, да, чтобы этот... Там есть детки, которые по 3 года, и они сидят и поют, и все, и вот прям они мне постоянно цветочки, там одуванчик принесут, еще что-то. То есть, ну вот это... Здесь дело не в том, что ты там как-то себя по-особенному должен вести. Это вот твоя внутренняя, наверное. Если ты их как бы относишься к ним вот как Да, к своим детям и любишь их так же, это же энергетика, они же чувствуют это, дети, понимаешь? Да. Тут не обманешь как бы, да? Ты можешь Не делать обманешь. из себя идеального там преподавателя, отношения какие-то там, все делать по правилам. Ну, отношение будет все равно какое-то. А они чувствуют, дети очень Конечно, сильно конечно, чувствуют. чувствую. Они вообще психологи. И да. Ну, это не подделаешь, отношения точно Ну не да. подделаешь. Это- Ну, детей точно не обманешь. Взрослого можно И проехать по ребенок ушам. не обманет никогда. Как ляпанет что-то при людях. Как есть. всё А скажет. бабашка у нас любит. Да. Ну, Вы это- смеетесь, у меня был один раз так случай. Жили мы в Октябрьском, что ли, еще какие-то такие, те года. И, значит, там какой-то вот любитель выпить пришел к нам в гости и говорит, ну, давай, бабашки, наливай, что. Он говорит, да нет у меня. Ну, он говорит, ну что ты тогда это? Он говорит, да нету, говорит, ну серьезно, ну нету. Ну и я здесь как бы такая, баба, ну есть же вон там, открывай шкаф, Ну, это вообще... Подстава, поставила, подстава. открывай шкаф. А потом новая семья тебя приняли. вот, То есть, здесь- Да, как родную. как вы познакомились? Вот, так что Ну, подставы нормальная бывают, да. Двух зайцев Это убили. как- Вот, например, нас я помнишь? иногда могу мультик поставить, да, мы стараемся детям, ну, как бы не ставить мультики. Я И не могу. Асан, например, ну, он очень против этого всего, ну, иногда тоже сдается, конечно. Ну, сдается, потому что Саид на тебя вот такими глазами смотрит. Баба, ну вот это. И А ты, я- ну, на 2 минуты поставишь и уберешь. И ты Нам всегда этот неврологи случай видишь. запрещали ставить, например, вот Ахмету, потому что вот он такой активный, ему Да. лишний раз это как бы Да. вообще... У нас Но я светильника иногда, дома нет. ну, думаю, ну, ребенок же, ну, вот он же должен хотя бы иногда там смотреть, там, я не то чтобы прям стабильно, да, как есть дети, которые не отлипают, Да. Да. а, ну, просто иногда. И я думаю, ну, лишний раз он там, когда его не бывает, я могу там поставить что-то, они все говорят. Да. Или даже мне так, бабака бізге аблен şey қойды там. Сразу заложили, да, с То-то, порога. то-то, да, я говорю, Вообще Асан, не нет ставь смысла им там ничего фильмы это. агрессивные какие-то, вот он там того же Эртугрула смотрел, Ну, чуть-чуть. потом они начали А, между собой там чуть-чуть саблями драться, еще что-то. Я говорю, вот ты не ставь им агрессивные вещи, они же потом друг друга говорю, бьют. Да, они очень часто. Я А каждый бабака день вижу, бізге как қойды. род Усиновых уничтожает друг друга. Вот Самоуничтожаются. Просто самоуничтожаются у тебя на глазах, пока ты вот так вот их не разделишь. да. Ну, это- Потом начинают обниматься, что-то против тебя идут, потом еще что-то. Они вот друг друга, у них разница вот там Год и 1,8, 8, да. да. И они вот коалиция у них такая. Ну вот для стабилизации этого маятника нужно еще двоих родить, чтобы они все время устаканивали друг друга. Чтобы потом их четверых разнимать, да? В принципе, не сложно. Ну, не знаю, я вот в этой ситуации все-таки, вот то, что вы говорите, ну, я бы нормально, наверное, отнеслась бы к таким, ну, к такому вообще вопросу. Усыновлять, удочерять. Но уважение есть, согласитесь, да? Конечно, Уважение есть. 100%. Как-то вот Это, говорю, по-особенному к это таким такой людям начинаешь очень шаг, относиться. серьезный шаг. Очень Как будто Потому бы люди без слов как бы доказывают, да, что они люди ну, Мощный, человечные. мощный. Я бы не знаю, как я поступил в этой
такой вот ситуации. Если этот шаг Допустим. осознанный и вот такой, что ты потом не вернул ребенка, да, допустим, это Это да, же большая работа. Это, ну, над собой, да, и вообще. Я, например, ну, вот мне даже очень часто снились такие сны, когда я как будто бы находила ребенка, вот Мгм. грудного, Мгм. и вот я как будто бы все это, вот уже я понимала, что это мое, это вот я за это ответственна, я должна этого ребенка смотреть, и все. То есть еще даже не будучи мамой. Это серьезно, кстати. Это, кстати, У меня вот интересно, такие как эти бы были это сны. объяснили психологи там, те люди. Да, у нас такое время, мы вот психоаналитики, психологи, сейчас да. все эксперты в Сейчас, этом да, особенно. Аш, начитаешься надо сходить там. к психологу. У нас же вообще, ну, А я училась на родителям скажи, психолога. вы ходили к психологу, вот когда меня воспитывали? Кому? Таких профессий тогда Невролог. нет. Сейчас обязательно ты ребенка, когда вот родился Да. ребенок, ты ведешь его к неврологу. И Это как бы столько пособий, обязательно. столько книг. Но вот как бы ты ни старался, ну, во-первых, время меняется. Да. Во-вторых, вот куча советов, куча пособий, куча, вот, если всех профессионалов там слушать, всех психологов из этих кабинетов не выходить. Ну, короче, нашим детям все равно будет что рассказать своим психологам про детство, про свои Ну травмы. да. Ну, тут еще такой момент, например, вот иногда в соцсетях это все слушаешь, смотришь, да, один другому противоречит. И иногда ты в такие тупики заходишь, думаешь, так, я вот так поступлю. Вот, например, с Ахмедом очень много чего просто не работает. Это все разбивается, А не надо читать понимаете, это все эти всякие. Не надо. Я иногда Асану начинаю отправлять, там, Асан, то-то, то-то, то-то. Не, есть интересные моменты, есть там, как сказать, ну вот, это как объяснить? Гороскоп, когда, допустим, выплывает, о, это про меня, вот точно, ну это же все, ну, фигня. И то же самое, вот, ты читаешь и начинаешь своего ребенка вот ситуации подстраивать Подгонять, под да. эти, подгонять. Ну вот, уйдурасан, короче, Да. к этой ситуации. И потом, ага, а как надо делать там в карусели, пункт номер 9? Угу, надо вот так, хорошо, буду делать так. То есть Ну, это нифига не кто-то работает. придумал, вот такой шаблон разработал. Да, А я почему вот, ну, сейчас же модно там прорабатывать, да, с психотерапевтом, все. травмы детские. А для меня всегда это такая большая загадка. Вот ты приходишь к человеку, который у тебя первый раз видит, да, а у тебя же вот такая длинная история, у тебя детство, у всех детство И ты уникальное. в час за 20 Ты вот тысяч этот уложись, путь, пойди. да, ну не с 20 тысяч, там, ну там 5 тысяч, 3 тысячи, но все равно. Ты вот такой огромный путь прошел, да, и в итоге он говорит, родители-то виноваты. Все из детства. Все, мать, короче, давай там, мать, отец, ты, Это короче, их прости. По драма ездил, вот это из-за этого. Это из-за этого. Это должен был быть велик. Да, вот я кривая жизненная ситуация, это из-за вот этого. Я самка из-за этого. А осанка если это что, ты- это поток крови. И, скорее всего, в 7 классе это было, когда вы биологию учили. Из зоологии переходили, вот у тебя проблемы с женщинами из-за этого. А это если ты еще убрал покататься, это вообще двойная травма. Ответственность, да, это Двойная еще не травма. свое. Я еще хочу сказать, что здесь с психологами, мне кажется, ну вот я всегда упираюсь в этот момент, что если ты, например, вот крымский татарин, да, мусульманин, приходишь к человеку, к психологу, да, там даже с какими-то званиями, не понимающими специфику нашу, да, крымско-татарскую, вот эту вот сущность, то здесь вот, мне кажется, тоже... Ну, они вы начинают бы вот- по-своему. Если бы Да. стала ситуация, например, вот пойти к психологу, там вот как супруги, да, допустим, какая-то там проблема. Да, я что-то. пошел бы. Вы бы пошли? Вы Да, нормально да. к этому относитесь? Я бы пошел, да, я бы пошел поговорить. Просто понимаешь, проблема в чем? Есть разные психотерапевты. Давай, вот психологов я вообще не признаю, честно говоря, вот этих вот, которые по буклетам образовались. Так, у Я нас среди признаю- подписчиков есть психологи. просто. У нас и психотерапевты есть. Среди подписчиков, давайте будем Я, честны. я признаю психотерапевтов в первую очередь, но опять же, там же тоже много градаций, да? С удовольствием бы пообщался, потому что иногда ты как бы не можешь посмотреть под другим углом на проблему. Но мне кажется, что вот мужской путь это все равно самоанализ, вот по большому счету. Потому что все, что ты не делал, все, что сейчас происходит, что тебе снится, это все предмет анализа. Ты просто сидишь и думаешь.
Кто-то может это делать, кто-то плохо, хуже делает, у кого-то это лучше получается. Но у нас как будто бы не принято ходить к психотерапевту, Да, да. но это нужно делать. Но так как у нас индустрия не развита, поэтому ты приходишь к психотерапевту, которому 25 лет, да, Общий. и ты понимаешь, Не что семейный, там конкретно. по всем твой, да. вопросам, да, короче, и да, детский, там и зависимости, и там, ну, все, Да, короче, да. И ты с ним пытаешься прорабатывать, да, и ты ему пытаешься объяснить вещи, которые он в принципе понять не может. Вот просто он их не может понять в силу просто возрастных ограничений, ментальных Вот ограничений. ментальных, мне тоже кажется, вот то, что вы сказали, очень важно. Ну вот, допустим, пришел ты к, ну, не крымскому татарину психологу, и пойди объясни, что Ну, у там нас же тебе- много вот психотерапевтов. Ну, я имею в виду, что в психологов этом крымских случае татар. нужно учитывать менталитет, и, ну, своим. как бы это ни звучало, к своим ходить, да. И гадалкам тоже нужно к своим ходить. Да, кстати. Айдаджарам блюдце. Это специально, чтобы не было желания перевернуть. Ой, вообще не занимайтесь, кто посмотрит. Это ерунда. Все, сейчас на тебя там наведут. Гороскопы и фал нельзя. Не, она, Ну, честно будут говоря, уважать. вот она была у гадалки, и, честно говоря, она ей правду сказала. Она сказала, что у нее будет богатый муж. Ага. И знаешь, это у нас такая популярная шутка, я ей всегда говорю, что ты из-за денег за меня вышел. Нет, это просто было, мне было 16 лет, и Да, все, наверное, как этим раз увлекались я в должна свое была время по поступать, молодости. Она случайно попала. И случайно попала в ситуацию, где женщина гадала на кофейной гуще. И мне сказала тоже перевернуть. Но это был первый и последний раз, и она, ну, я думаю, сейчас она мне скажет, И вот чуть-чуть вот так еще, вот Бахчисарай, что жили. она мне сейчас скажет, там, ты поступишь, не поступишь, вот провалишься, там, не провалишься. А она мне такая раз и говорит, выйдешь замуж, и муж будет очень богатый, ну, очень богатый, ну, в общем, мы ждем. Сроки не определила. Нет, она ждет, когда я поднимусь, понимаешь? А Она- это что же психология? Все думают, что только там, если это девушка, то она думает о А замужестве. она про и вот, внутреннее богатство говорила, понимаешь? Про Да, душевное. Деньги просто, вот. ты кто. Она да. говорила Дело про... не в этом. Просто я тебе Распалилась. говорю, почему вот, например, не сказала про поступление или еще что-то. Потому что первая, да, вот ассоциация, что если Да. это девушка, значит это Всё. вот ее только один вопрос интересует. Замуж выйдет Да. она, за кого выйдет Ее и подруга, что? потому что по этому вопросу пошла. Да, ну, Подруга Я же? не знаю. Не, это же это. Я не знаю, подруга она Нет? меня теперь. У меня просто нет подруг. Теперь нет. Не, я шучу, конечно. вот это сразу ассоциация. Ну, не знаю, я, например, нормально тоже отношусь к тому, что вот пойти к психологу, поговорить. Да, да. И элементарно там может найдутся какие-то там решения, ну, из действительно каких-то тупиковых ситуаций, да, которые да. там, ты иногда не можешь компромиссы какие-то, еще что-то найти. То есть это как бы... Человек со стороны просто посмотрит. Это Да, решение, да. просто, ну, мы же все люди, по сути, мы же все одинаковые. То есть и психолог с хорошей практикой, да, и он понимает, что это уже было раньше. И он тебе просто говорит, слушай, да, вот сделай вот так и все. А ты же об этом не думаешь. Ты же вообще у тебя другая роль, там, ты в другой плоскости находишься, ты какую-то роль отыгрываешь. Да. И ты просто не можешь немножко своей расшириться, колокольни, да, да. и просто сделать вот так готовое решение. Да, сделать. во-первых, то, что вот он не предвзят и не на эмоциях, просто человек, который... Да, там да, ему видит, всё равно, ты да. главное, Ну, деньги ему надо, занеси. но надо поверить, да. Ну, тоже важно же. Вот. Ну, еще тут такой момент, надо поверить, допустим, надо быть готовым к нему пойти. Если ты не готов и скептически относишься к нему, вот он тебе что-то скажет, вот так сделай. Да иди ты нафиг, блин, не буду я так делать. Ты думаешь, это с верой связано? Мне казалось, это просто разговор взрослых людей. Он тебе говорит, слушай, попробуй вот так сделать. Это такой, ну да, в принципе, можно попробовать. Или говоришь, нет, это не А если будет. скажешь, А если ты вот развестись? упертый и не веришь вот в принципе в профессию психолога? Не, психологам я в принципе не верю. Ну, я говорю, психотерапевта, да, допустим, да, мужского какого-то психиатрию специалиста. я не то чтобы верю, это просто опыт. А люди же все, мы же приматы, ну, условно говоря. Надо да. Я человеку про всех быть не буду готовым. Человеку, да. Принять, да, то, А, что ну тебе да. элементарно Это же скажет. критика Не так, получается. что ты... Вот он тебе скажет, ну ты штыки это чуть всё, вот тут да. неправильно сказал, неправильно сделал. Это же критика тоже. А если он скажет, что вот вы не можете жить вместе, там, Надо разведитесь. разводиться, что делать? Там, Ну, коль ты человек сказал, ну не я. Ну, уже, там, Я сказала. это уже не я предал, Адамара и Талар уже. у человека два диплома, Специалист. разве можно не верить? Он сказал, короче, на месяц мне надо улететь.
кайфануть. Да. Я говорю, мне надо отдохнуть, мне Не сказали. бережешь ты да. себя. Вы должны пожить врозь. Причем ты с детьми, а я вот сейчас. Ну, в любом случае, вот должна быть, да, какая-то это критическое мышление. Да, обязательно. Конечно. Ты не можешь Критическое. слепо, да, что-то делать, поэтому... Критическое мышление обязательно условие. Это потому что иначе это такая неадекватная какая-то история начинается. То есть, Ну да. Просто Чисто зачастую пляска. же человек идет, например, да, если даже там вот два супруга идут, или кто бы ни был, да, в смысле, он же хочет... мужчины и слу- мужчин? А? А, Да-да-да. Я знаю, у родителей прекрасные мужики. самые крепкие семьи. Которые идут, например, и не готовы, да, услышать что-то там, ну, вот то, что они хотят услышать, допустим, что правда на твоей стороне, там, Да. или Да. ты прав. И когда говорят, например, обратное, да, все, вот у Я ж тебе тебя же говорил, сразу да. начинается какая-то вот такая вот отторжение, да, вот плохой психолог, пойду к другому, типа такого. Вот здесь вот Пошли именно к Костоправу. Да он принятие. твой друг, да пошли к Хиджам, Костоправу. я тебе хиджам говорю. надо сделать, да? Ну это по-любому надо предпринимать. Ну да, если у тебя вот тут забор, тебе там, ну, никто не поможет уже. Но это должна быть проблема. Ах, ребятки, ладно, Тяжко. мы уже... Бая, Да давайте баб, еще да? поговорим, у нас дети с родителями. У вас сколько, кстати, вы этот... Насколько на договорились, полчаса? насколько продлили, да, там. Сейчас я жилетку поменяю, у нас там тем много. Так, Не, следующая ну, тема у нас. ну, кстати, мы вообще много, реально много не обсудили еще. Ну, еще Ну, раз это такая встретимся, тема, чё? это вообще, ну, Много не на тем же, один ну, год. много реально. Да, Бездомный. Это отдельный сезон, вот так вот параллельно должен идти. Красной линии, детская, ну, семьи и детская тематика. Да, это очень сложное дело. Быть родителем это Да. очень сложно, на самом деле. И еще вот когда начинаешь их социализировать, вот начинаются садики, школы, допустим, я мне сразу сказал, у меня не выдержит нервная система. Школа? Реально, ни садика, ни школы. Если его начнут Одно- вызывать, или одна там еще образовательная- что-то. Я мне все равно. Одна образовательная только вот составляющая, от чего она стоит, да, ну вот еще нам же еще и бодаться приходится вот на образовательном уровне, там доказывать свое, требовать что-то. Да. Ну, опять же, как бы не звучала тема языка, допустим, нам надо ее развивать, а у нас тут, блин, Тут даже знаешь, что проблема? В том, ну, как бы задача родителя распознать в ребенке Талант его сильную выявить, да. сторону и как будто бы подсказать ему. И я себе ловлю на мысли, что это очень сложно сделать. И вообще, что делать? То есть, ну, вы еще немножко далековато, да? А мы У как вас будто уже бы тот уже, вот у период, нас да, когда- 6 класс, 7 класс, а там уже 9 класс, и как будто бы уже эта проблема, она уже вот стоит. А что им делать по жизни? Вы Кем быть? на кружки водите? У нас фортепиано У все нас закрывает. музыкальная школа все Ну, перекрывает. школа. Да. А было такое, что вы вот туда, я просто, нас же это ждет. Кардинально, да, какие-то разные. Вы искали фано или вы как-то сразу? Не, А ну, им она- нравится? Она с Это музыкальной. она нашла, да? Да. Ну, она с Им музыкальной. нравится? Вы сами музыку преподаете? Нет, я заканчивала музыкальную школу, и как бы, когда у меня Камила поступала в первый класс в школу, я подумала, что ну это как бы обязательно. Для развития мы. Для развития. Это развитие вообще классное. Да. Вообще музыка как Но- развивает мозг на самом деле. А детям Ни одна самим, сфера вот так они не- это хотят? Не, ну мы же не говорим, что они Мы будут в у них не филармонии спрашивали. там. Просто пока учатся. У меня тоже не спрашивали. Да. Нас как бы, вот у меня 3 сестры музыкальную школу закончили, там, и мы посещали все, Аллаха чох шкур, я благодарен родителям, у нас у всех все было, как бы, да, там где-то лучше, где-то хуже, но мы все и школы закончили, и медали, и дипломы у всех. Они ходили в музыкальную школу, и я нахлёстом пошел, аккордеон. Это мне очень большой плюс дало в жизни, вообще кайф, супер, но я хотел на футбол. Я Был сбегал. футбол? Был футбол? был. Ну вот ты потом Я- у на меня 2 года свадьбе не легкой сыграл бы атлетики. мне на аккордеоне, понимаешь? Ты бы не Это не я сделал сейчас мне... Что как Ты мяч потом убирал бы мяч. Долгие годы. Ну, Смотри, музыка как всё мне могу, очень да? сильно подошла, да, я многое понимаю, многое знаю, там что-то даже элементарно Я даже могу. с ним советуюсь постоянно по этому Этот, поводу. Да, но я вот хотел, допустим, вот это. Вот Не, футбол. я бы, если у меня ребенок сбегал бы, я бы его туда направил 100%. Ну, я сбегал, я ходил, потом я хотел стать стоматологом, вот тогда меня отдали, допустим, лепка рисования, это тоже мне там дало в жизни. Я как бы посещал, но у меня не было такого, что мы ищем. Если бы мы начали искать футбол, вот остановились бы, все, мне дальше ничего не надо было.
Ну, может, благодаря этому я там и музыкалка, и рисование, и лепка, и легкая атлетика, и потом вот я Хорошо, к а вот с футболу другой пришел. стороны, например, ты вот Не, на хочу- месте своих родителей. Вот тебя бы отдали на футбол, понимаешь, что ты увлекаешься, а в то время, например, вот Куда? футболисты, да, у нас что-то здесь вообще Ну, было развито в этом это плане. уже Они другой же вопрос, да. перспективу Другой вопрос. понимали наверняка. Я не Я знаю. к чему, что вот Да. какая сторона? Вот я сейчас придерживаюсь того, что надо ну, вот, искать. Да, Вот, не, обязательно. допустим, музыкалка, ну, не нравится, там, гимнастика, не понравилось, там, еще какая-нибудь, там, рисование, шахматы, и вот раз, о, все, баба бундахат найдем. И вот Ну, ты как-то- знаешь, как-то как так будто найти. бы ребенок И не это- знает. Вот еще такой он, момент да, есть. он по-любому не знает. Нет, смотри, вот, допустим, у него есть потенциал, чтобы стать, допустим, шахматистом, да? Но в моменте он не хочет ходить, потому что дома есть мультики, дома есть Да, телефон. и это чуть нудновато. И вот как распознать вот эту тонкую грань, где нужно нажать, настоять, а где нужно пойти по его зову. Да. Вот тут тоже момент есть, Вот, понимаешь? вот этот Вот момент тут я вот, вот тоже не кстати, знаю, как Знаешь, Как найти? вот, собственно, организаторы конкурса Тасиля Нахтары, они разрабатывали методика, как правильно сказать, да, такой курс. чтобы найти этот. Именно среди подростков, да, вот уже возраста, который, например, ближе, да, там класс 10, Мне 40, 9, я не знаю, кем я 11. хочу стать. Ну, Типа того. первые 40 лет, да? Нет, на самом деле, вот для подростков, которые, допустим, 9 классы, да, которые дальше вот куда-то Да. идут, там, 10, 11, то есть для них специальный вот такой курс, где выявляют какие-то вот Способности? способности, да, или вот к чему ребенок склонен. Его не только с точки зрения там я хочу, да, там, допустим, А а прям именно с тестировка, точки зрения тестирование. психологии, всего, вот к чему он готов, У у нас кого есть есть телефоны, какие да? Ну, способности. это Smart Lab, да, по-моему? Да, Эдем. да. Эдем. Да. Ну, Эдем вообще красавец. Он вообще... Ну, он они, шарит. вот, ну, Эльвира Он и Эдем, шарит. они два психолога, понятно, они, вот, и у них эта мысль была, но почему, как бы, да, грубо говоря, это не осуществилось, потому что не было какого-то вот Запрос. ажиотажа на это, Запроса да, нет или на еще это. что-то. То есть, Поддержка как нужна. бы, Здесь ну, нужна поддержка поддержка извне, на потому всё что тяжело нужна. человеку, который придумал, ну это понятное дело, художник должен быть голодным, но и надо Не до такой же поддерживать. степени. ну, да? тут же еще, Да. вот вы, например, да, как, может быть, дальновидный современный родитель, да, вы понимаете, что вот здесь у меня есть пробел какой-то, да, я не могу сам, обращусь-ка я к специалистам, Да, или да, если да. есть такая, Если да, вообще возможность есть есть, возможность, да. почему нет? А зачастую же у нас как бы есть такие родители, которые... Ну, они Что сами за бред, придумали. да, я вот чё я они там, придумали. Пойдешь на внешнюю экономику там или еще куда-то. Хотя Потому у что нас я хотел внешней стать экономики экономистом. нет как таковой, да, вообще вот сейчас. Международные отношения. Да. Ну, это, да. это должен был я заканчивать. И я. Ну, благо, вот встретились мы я в в Кипу. своей жизни, например, да, я очень благодарна отцу в плане того, что я реально хотела под влиянием общего вот этого вот ажиотажа, у нас в классе все поступали туда, в ТНУ, на внешнеэкономическую деятельность. Я думаю, ну что, я какой-то изгой, я тоже буду туда поступать. Ну и Он как тебе бы подсказал родителей я просто. поставила в курс дела, он мне сказал, и мне, ну как бы без проблем, давай там посодействуем, поможем, где Меня. нужно, что. Ты же явно Реши. гуманитарий. Реально, я не понимала, что как бы математика это вообще не мое. У меня та часть математика, мозга атрофирована, физика, математика или что бы ни было. Экономика, да. Какая нафиг экономика? Вот в тот момент я под влиянием вот этого вот общества, да, Ай. я не понимала этого, хотя, казалось бы, вроде и не, как бы, не глупый человек, да, вроде Аллахашко. Но сам факт, и потом мне вот бабашка посадил, да, вот и объяснил, говорит, Хазым, ну вот я все понимаю, давай поможем, поступишь туда, но я так боюсь, что ты через 2-3 года скажешь, зачем, что я здесь делаю вообще, зачем я сюда поступала? Я говорю, баба, а куда идти? Просто вот профессия музыканта там или еще кого-то, да, вот, ну, в плане музыкальной Вообще не сферы. про Да. деньги же было раньше. Да. Это какая-то Да и была, щас. знаете, ну, типа того, что девочка в этой сфере, ну, как-то несерьезно, может быть, еще что-то там не принесет, может, какого-то дохода, еще что-то. Ненадежно. Вот такая, да, такое ощущение было, что нужно чем-то, какую-то серьезную специальность получить. У нас же там юристы, экономисты, там, я не знаю, еще какая-нибудь сфера деятельности. Программисты. Как-то это было несерьезно. И Да. в школе, где я училась, допустим, и в классе, где я училась, тоже как-то относились к этому скептически. И вот на вот этом фоне у меня тоже бабашка звонит. Он чувствует. Что ты там про меня говоришь?
И вот Без и он мне вопроса, ты где? И он мне объяснил это, вот буквально, я даже не сопротивлялась. Как будто вот мне нужен был, да, вот один какой-то разговор, одно предложение, которое меня тормознет и скажет, и мне, ну действительно же так. Я говорю, ну да, А баба. в итоге ты куда пошла? Я Вокаль. заканчивала КИПУ, Ну, по музыкальному. да, факультет искусств. И он И тебе всё. сам предложил, да? Вот? Да, он мне сам сказал, давай пойдем Ну туда. ты же, наверное, уже Он тоже пела в школе, музыкант. да? Ты же в школе Ну, уже с детства пела? тоже, пела, да. Ну, это Ну, же- для их было. Я уже даже, ну, будучи там в 11 классе, я уже пела с ансамблем «Крым», Ну, привлекал это же серверага логично. нас. И как бы, и он поэтому и говорил, и мне, ну как бы, Ну. вы понимаете, и вот это все. И где сейчас твои экономисты? И где ты? А? На рынке здоровья. В тот момент, да, зная даже, что я Да, как они бы пою богаче и тебя в неплохо несколько раз. пою, у меня Но были поешь-то сомнения. И вот в тот момент сработало то, что действительно я пришла в КИПУ, там, ну, я и в училище поступала, но в КИПУ я поступила и нисколько не жалею, честно говоря, что я именно КИПУ Ну вот, закончила. понимаешь, я вот именно про это и говорю, что как будто бы наша задача, во-первых, не мешать нашим детям становиться взрослыми, да, то есть самостоятельными быть, а во-вторых, как будто бы они подсказки от нас ждут. Ну, мы же немножко опытнее, Да, да, да. и мы как будто бы чуть больше видели. Но с другой стороны, эта ответственность, она и на тебя накладывает еще одну ответственность, что ты как будто бы должен подсказать, а ты как бы и не знаешь, блин, что делать вот вообще. Ну, вы. Как двигаться? Это очень тяжело. Вот, я же Да, про это и это говорю. вот ты- Я по-любому, я себя знаю, я сейчас буду навязывать им футбол обоим. Серьезно? Да. Сейчас, да. Я уже мы нам я мячиков ему там постоянно разных говорю, размеров. Асан, ну подожди, ну это У меня не пусть они получилось, у сами, них вот должно давай получиться. смотреть, Они любят что и футбол, как. и их любимый фильм это Не «Супруга». должны любить. То есть, вот когда у нас, Не, это например, плохо. стоял Вот то, разговор, что я делаю, пойдут это они плохо, там на скорее танцы всего. или будут с музыкой там, или Я, они кстати, за. начинали петь. Я, кстати, уже за. Да, вот первое время он прям скептически к этому относился, Потому что что, не знаешь, надо что детей меня в это напрягало? сувать, как и мы, Ну, вот это все. А чё? Ну, потому что вот я не хочу, чтобы он вел свадьбу. Я потому что веду свадьбу, я знаю, что там происходит. Не, Ну ну, вот, слушай, ну все равно это нормально. Это, не Это обязательно. хорошая Я не непыльная хочу, чтобы он- работа, грубо говоря, Ну, да? подожди, Давай не так, пыльная, он в пока не 2 часа пыльная. в 3 ночи будет приезжать, вот так, чтобы он это... Ну там и на стакане может уже быть. Это разные тоже, вот вещи. это тоже есть момент, да. Думаешь, разные уже, моменты. вы уже думаете совсем наперед, мне кажется. Нужно попробовать. Да, сильно планируете, Надо что-то вы да. прям... Да. Да, вы- сильно дальновидно. Это плохо, ну, не знаю, как. Мы- Ну, вот, кстати, насчет танцев я уже за. Просто у меня еще до этого такие мысли были, что мы, блин, воспитываем только танцоров и нация танцоров и кто будет, певцов. Да, где архитекторы, где у нас единица же? Ну, по не, факту. архитекторы есть. Есть, ну вот у вас даже на передаче были, вот, ну их назвать, 5 человек, вот известных. А где Ну, вот, ученые индустрии, у нас да, индустрии да, да, нет да, такой. да. Там сильных художников, вот сколько ты назовешь национальных, вот таких достояния, которые Художник можно это же тоже причислить? не, это же тоже не инженер, как бы, это тоже только творчество. Инженеров, ученых, там, Здесь, врачей здесь- сейчас много. Здесь же дело не в Крымских этом. татар. Хорошо же, хорошо. Бизнесменов много. А вот остальные Ну, где? у нас наука Здесь- есть? А, Наука. Нет. У нас почему? Потому что нет финансирования ее. У нас-то есть умные люди, у нас же есть, допустим, те же хорошие художники, которые могли бы конкурировать, да? Да. Или там хорошие музыканты. Модельеров. Вот ты двоих сейчас модельеров назовешь, которые из Крыма вообще выехали и что-то там Ну, смогли опять-таки, сделать, там, это вся дизайнеров. проблема, я считаю, что финансирование. Если А у бы нас у целый нас было, факультет есть. если бы у нас спонсировали науку, да, и вот наглядный пример, вот этот конкурс, опять мы к нему возвращаемся. Я не понаслышке знаю, насколько было трудно, да, им троим это все делать. Да. И еще и сколько люди сами вложили в это дело. Сагулсунар, те спонсоры, которые помогли, которые Да. тоже за идею. Но у нас таких людей мало. Ну, как будто бы мало, да, поддержки? Конечно. Хотя, слушай, но мы все говорим, что у нас с языком большие проблемы, а тут вот тебе, пожалуйста, вот тебе то зерно, которое может прорасти, Да. и все на морозе А сразу. как дух учителей Посмотрите поднялся? Да этих там они учителей. плакали. Я в Мне- шоке. у меня Сам мать плакал. крымская, ученица. Крымская татарка. Да не оправдывайся, блин. Ну, я просто знаю, как это вот, она Быть учительница педагогом. Тили Едибият, да, Да. вот именно крымско-татарского языка и литературы. При мне становилось это факультативом, при мне становилось это часами. Я знаю, как мама курс, да. плавненько уходила со школы домой. Все, нету языка, ну нету. Когда тебе ставят альтернативу. Я, например, да, вот в школе, когда училась, Класс, так, ставили- русские, физра, вот возьмите мяч в футбол, играйте, вы на урок.
Я, блядь, сам хочу на физру. Я сам хочу на физру. Да, Ну, да. у нас тоже было, например, стали дополнительные какие-то там вещи, которые ты, если пропустишь эту тему, ты потом просто не будешь догонять. Или идти на крымско-татарский. Это как будто бы, ну, я не знаю, специально, не специально делалось, но сам факт. Ну, или это последние было. уроки. А ладно, Да, что это вот было сейчас 8-9 всё уроком. развивалось Ты сидел, просто. ждал еще несколько уроков. То есть вот этот конкурс, например, да, опять-таки, к чему я веду, вот как бы сложно его не было организовать и сделать, люди помогли, да, этих учителей, там 30 человек вытащили, их окунули, да, вот как бы в такую атмосферу, да и вообще просто их так прокачали за эти 3 дня. Они, посмотрите на их глаза, они наконец-то почувствовали себя нужными. Нужными, Конечно, самое главное, нужными. нужными. И Что заметно. они не Они-то, какой-то да. запасной там факультатив и урок, или вообще кто бы ни были, что у них эти ключи, каждому, да, Да. ребенку, На что следующий от год них приедет не будущее. 30, а 300 Но дай участников. бог финансирование, чтобы наши те же бизнесмены и все остальные, которые, да, имеют возможность там не дать там, ну, да даже те же 10 тысяч вытащить. Каждый вытащит из наших вот. Я знаю просто, что вытаскивали те люди, сдавали эти деньги, которые не являются бизнесменами Которые или самим еще нужно простые помочь. люди, Да, да. которые иногда сами, да, нуждаются. Но- Ну и бизнесмены были там, нет. Там Ну, Нет, есть- да, слушай, нет, там ну, были главные подожди. спонсоры, Нужно которые, Были, да, это да. первый. Надо- ажиотажа же Но не у было. нас-то Давайте. есть Это люди, первый, которые это первый могут просто. это сделать на уровне вау. Зна- Не, это надо было начать. Вот сейчас Да, это я началось. Как думаю, будто уже бы это- это хорошее пробный. начало. Да, проба еще, пера, она кстати, прошла на ура. еще у Мне нас кажется, есть- дальше будет хорошо. у нас есть такая проблема, Алла что Версин. сгорел дом, мы все помогли, а воспитать человека, как будто бы это все должны сами заниматься да. делами. Как будто ты в хорошем ты сам по себе, в плохом. Я не В говорю, что беде, это да, плохо. В только? беде Да. это круто. Да. Но как будто бы это первая ступень общества, понимаешь? Люди не пришли к тому, что вот это тоже Тоже очень важно. важно. Тоже да. очень важно, да. Ну, Очень у важно. меня, честно говоря, вот я вот по конкурсу смотрю, да, и у меня есть впечатление, что как будто бы в следующий раз будет проще сильно, потому что уже есть рабочий кейс. Вот мы сделали да, вот так, да. смотрите, вот отзывы, вот фотографии, как будто бы этот проект уже можно продать Есть в какой-то, кавычках. да. Уже, ну, то есть, может быть, бизнесмены, они делают практики, да, и они как будто бы на слово немножко не сильно верят. Но тоже А можно тут понять, ты первый раз можно приходишь, понять, вот мы первый можно конкурс, понять, да. да. И поэтому я думаю, что вот эту волну, которую они подняли, скорее всего, на следующий год, Хсметetse, если Да. все будет нормально, Да, да, да. будет совсем другая вообще Чтоб он стал история. уже, Вот да, нам все, большим иншаллах, всекрымским, вот так ежегодным. каждую бы сферу поднимать. Каждую область, Просто да. вот таких людей, которые на энтузиазме возьмут, да, это и сделают еще и себе в ущерб. Язык это их просто всё самая меньше и проблемная меньше область. становится, Когда понимаешь? все будет в порядке с языком, ты будешь потом организуешь конкурс, где будут только национальные коллективы танцоров, допустим, где будут музыкантов молодых там. Ну, танцоров у нас разве мало? У нас же много У них просто разнобой конкурсы. Да. Они ты туда, имеешь туда, именно туда. Вот, конкурсы допустим, имеешь в виду? крымский, где вот Чисто все наш, там да, 10 национальный, ансамблей, там. там, Ну, певцов я бы там, больше, допустим. этого у нас как бы Это творческий. Аллаха шкур хватает. Искусство у нас как бы, я не скажу, что оно у нас там прям Это я к примеру, хромает. да. Это я к примеру Хромает у говорю. нас именно вот наука, там, Язык, допустим, да. Науки у нас нету, она не да, хромает. её просто. Вот я имею в виду эти конференции научные какие-то, которые должны проводиться, да, нашими же университетами, где есть база, где есть педагоги. Но потому что нету этого вот этой поддержки, вот этой вот, может быть, какой-то. И на энтузиазме людей мало. ты Да, да, знаешь? я вот и говорю, что этих Мало. людей становится все меньше и меньше, а те, которые даже наши профессора, которые есть, ну, взять наш университет, Крымский инженерно-педагогический, ну, сколько там людей ну, профессура, да. да, кандидаты наук, ну, это же можно было бы сделать, на каких уровнях все, но почему-то, ну, вот какая-то такая вот инфантильность, я не знаю, как это назвать. Может быть, люди просто, даже у кого был этот запал, они устали биться. Тут еще есть другой момент. Ну и время, конечно, оно влияет. Да. Времена, события. Это все Ну, влияет знаешь, на как будто настроение, так как минимум. скуплились все, зажались. Да, как-то, и ты вот, посмотри, мы сами свою деятельность, свои проекты. Мы просто ну, из-за настроения Ну, закрыли и все. Вот сейчас можешь год ко ничего мне не вот делать. буквально недавно мне звонили организаторы в Судаке 7 числа да. будет проходить Ярмарка. ярмарка. Да. И вот даже Эдия Ханум, когда мне позвонила, Муслимова, она говорит, хотим немножко взбудоражить, говорит, людей, вот судакские все, говорит, всех собрать как-то этот.
какие-то, говорит, все стали пассивные, тихо себе, говорит, Сильно каждый будоражить сам тоже такой. не надо, потом не Я говорю, остановится. а чё Судакский? Говорю, все вообще-то в таком коматозе каком-то, Не, может, ну раз находятся. судакские сидят. Да. Я говорю, вы что, решили в самое это? Туплах, тарахташно. Вот, и как бы вот даже уже люди понимают, что как-то вот это вот какая-то чересчур, какое-то затишье, Настроение. надо что-то, вот я не знаю, с чем это даже связано, ну, психологи объясняют это. Да, все читайте между такие строк, да. Ну, понимаешь, просто мне кажется, не все надо делать под настроение. Бывает время, когда надо Да. без настроения делать. Это уже профессионализм надо вырабатывать себе такой, этот вот навык. знаете, это как вот что бы у тебя ни случилось, я веду свадьбы, чтобы какое ни произошло Да, ты же не событие, можешь ты не в это поехать, дело, если да, настроения ты по-любому нету. едешь и ведешь. да. Всё. Вот так. Не, Ну, ну, слушай, да. это Это лучше, уже чем ты другой не момент. поехал, правильно? Да, это уже другое. У нас у артистов бывало там, ну, Да. какие-то Хоронили похороны близкого родных, человека, близких людей, просто и ты в выходишь обед через пару вечером часов на концерт и выходишь должен на улыбаться концерт. и делать. Это профессионализм уже. Да. Как Ну, бы тут ты там- никто не спросит, как бы, это дело такое. Такие тоже есть моменты. А вы будете на ярмарке, кстати? Да, Поедете? Смеялся, да, сейчас собираемся. детей чуть-чуть сохли Вычухать бы их, подлечим. вот Опять мы не скинуть хотите, да? Не, Ну, мы вы же с уже- ними не поедете, мы да? хотим и детей, и Не родителей. Серьезно? Да. Мы очень хотим, наоборот, пусть они будут в этой тусовке. Социализировать. Я только за. Нет, 1,5 Честно месяца говоря, дома. конечно, кстати, Алла до сих пор- Сабр Бесенсге. Мы до сих пор ну, на такие дальние расстояния. А мы же рядышком, Я вот- ну, золотое там. Мы у нас Золотое, да. сначала, кстати, с Асаном были вот такие моменты, когда он говорил, да зачем детей куда-то, там куча людей. Я говорю, пусть. Но мне кажется, что наоборот, они вот не должны быть дикарями, чтобы они потом приехали, да, вот, ну, сколько им там исполнится какой-то, да, возраст там, когда можно будет. И они, Баба Букым, это что, Адамлар. куда вообще? Пусть, ну, не знаю, почему Попкорн у меня бесплатно, да? какая-то вот такая вот интуитивная, что пусть они будут в этой тусовке, пусть они, наоборот, какие-то коммуникабельные, развитые будут, не будут какими-то дикарями. Но ты как бы свою проецируешь. Ты же тоже коммуникабелен, ты же вот на виду, и ты как бы хочешь, Ну, чтобы и вот дети мы, не да, мы с боялись отцом, этого. например, вот я была маленькая, мы уже ездили по конкурсам, Ну, ты- по там разным каким-то этим. То есть у меня не было Нет, какого-то на вот хорошие проблемы в этом. мероприятия вопросов Хорошие, нет, да. да. Есть же еще клубы. Нет, это, ну, Там же- вот, кстати, по клубам мне запрещали. То есть у Мне меня нет. не было запретов в каких-то Мне нет. вот таких моментах, но клуб или еще что-то. Я на первый курс поступила, у нас дискотека была в университете еще тогда. На первом в этаже, холле, да. И меня не пустили тогда. Первый раз меня Тебя по пустили, когда телефону со не мной пустили? Нет, вообще не пустили. Ты Я же в вообще- городе уже жила Ага, на тот Вообще да. момент. клубы не видел, да, кстати. И мне тогда запретили, ну, такие вещи нам запрещали как-то вот, и гулять там ночами, вечерами тоже. Сесть на троллейбус с 7-й горбольницы до Куйбышевника поехать на урок, это, во сколько бы то ни было, там, на фано или что бы ни было, я с 1 класса садилась и ездила, и не было какой-то боязни, там, что с Потому этим что- одна. Ну, ты девочка, просто... Не так надо. Первый раз такой Нет. аргумент слышу. Обычно говорят, ты мальчик. Я к чему просто, ну пацанам же по-другому немножко. Вот я не могу, допустим, я вот вас, кстати, хотел спросить, вот, ну, девочки, они же взрослеют, ну, вы же понимаете, да, они из дома идут. Есть Да вот? еще не факт. Да. Откуда знаешь? Нет, ну вот есть же такое. И я- Есть у вас вот наперед вы уже начинаете плакать вот за то время, переживать как? Нет, ты- У меня есть друг, объясню. Да. Звучит папина дочка вот на свадьбе. Да. Я еще, ну, я немножко такой сволочь еще скотина, я знаю этот факт и начинаю там так, Забывать, да? любовь отца, это совсем по-другому, не как мама, она для Она вас всегда всегда там идет. играет, да? Качки, балачек и бык, да. Короче, он ставит песню, уходит. Он заходит, уже вот так вытер и дальше пошел работать, допустим. Я очень сильно хочу девочку, если что. Я понимаю, Ну, но вот дочку, я конечно, уже да. сейчас, вот сейчас я уже вижу и начинаю переживать. Вот она же с дома уйдет, сметался там, Ты, ну, выйдет не замуж. знаю. Есть у вас вот такие мысли наперед? Пока эти мысли перебивают другие мысли. Не, Ну, плакать это как бытовые, собака, как да? бы, а вот Плакать как собака, да, когда отдаешь. Ну, вот в моменте, да. Но все равно как-то философски к этому относишься. вы готовы уже. Ну, слушай, сейчас же время другое, да? Время другое или нет? Ну, типа, они Ты всегда не рядом, отдаешь, и можешь, месяц не видишь, да, грубо можешь говоря? всегда Ну, увидеться, сейчас да? как будто бы все такие самостоятельные, как будто бы все про самостоятельность, что-то. То есть, ты как будто бы... Я, наоборот, хочу устраниться в этом моменте, что я не хочу быть
сильно привязан быть. То есть я не хочу ребенка сильно привязывать. Потому что вы понимаете, что она уйдет. Ну, Да, своя семья. да, Ну, потому да. что же это же очень Я быстро уже не всё. здороваюсь, понимаешь? То есть Вот. уже... Вот мы Готовы. пришли, вот мы пришли, Там же да, вот к 20, ну, каких-то 20 лет, она дольше же проживет не с тобой, чем с тобой. Ну, слушай, я вообще так, я не могу так загадывать. То есть не знаешь, как это все будет. Просто ты понимаешь, что да, ну, ты, единственное, что ты надеешься, что этого ребенка не будут обижать просто, и все. Вот в другой семье там, или в другой жизни, да, и его просто обижать не будут. Вот как ты не обижаешь своего ребенка, стараешься, да, я стараюсь не обижать. Я думаю, что надеюсь, что вот и то общество, то состояние, в Её которое окружение, она да. перейдет, ее окружение, ее тоже не будет обижать. Но как будто бы это часть и моей заслуги тоже. То есть я Чтоб она не дала вкладываю себя в в обиду, нее да? ценности, которые ей позволят, допустим, не терпеть побои, к примеру. да, Сделать говорю. выбор, ну вот, Как будто бы там Да. уйти от плохого к более хорошему, там, или где-то мудро поступить. Как будто бы это тоже связано, я не знаю. Но как отец, конечно, я надеюсь, что у нее там ну, Всё, жизнь, да, жизнь всё будет ее хорошо, будет слушай. миловать, понимаешь? То есть, ну так, аккуратно как. Очень тяжелые вопросы Это вы начали такой момент, обсуждать да. во втором часе. Это всегда так, от самой я помню просто, как откровенности. у меня мать плакала, вот все 3 свадьбы, еще у меня сестры так, я ну, думал, когда быстро. ты женился. Нет. А знаете, что сказала? Зашли, знакомы уже, все были, что-то в гости приехали, я с Сёски родителями. сын? А, нет, не не сёски, сёски что-то сын, было. просто мы приехали на ужин к своим родителям. Я что-то вышел, и она же и мне говорит, ну, ты знаешь, ты в лотерею не выиграла. Блин, ну я бы обиделся, если честно. Так я не говорю, тут рекламировать, говорю, надо как бы. Ну, мы Ну, с юмором у неё- дружим, да, У она нее по- другой был как бы ну, Посыл, подтекст, да. да, Ну, типа, мало Мало лотереи золотых не дорог, выиграла, да. Вот эта тема. такая. Ну. А у меня мать плакала, вот все три сестры уходили, дочки, ну, дом пустел, там, он сразу, да, они Конечно, там за 2 конечно. года троем замуж вышли. Конечно. Отец разрыдался на последнюю, когда понял уже, что вот все троем ушли. Я, А вот по-моему, правда, плакал что на при первую, рождении на маленькую. девочки отношение к супруге меняется? Нет, у меня нет. У вас, потому что, Одинаково, и наверное, мальчик, и первая девочка. была. Ну, у меня 2 девочки же, Мгм, 2 дочки. первые. Ну, и Мальчик. мальчику, и девочке одинаково. Ну вот, просто я слышала такое мнение, что если девочка рождается, у мужчины как бы автоматически, ну как бы другое, как это, отношение вот к жене более становится какое-то такое лояльное. Оно, знаешь, такое- смотри, я понял, Мгм. оно становится лояльным со временем. Мгм. Это с детьми не связано. То есть, вот вы вместе живете, и вы все это время, вы как будто бы находите все больше точек соприкосновения. И это про лояльность тоже. Мы уже к такой, к любви, от Ну, уважения к любви ну, большой уважение, уже идем. Да? Да. Ну, мы же все про уважение говорим, Ну, да, да? да. Но что, она, допустим, не позволяет себе какие-то унизительные вещи в мой адрес, но она знает, что я как бы плохо на это реагирую, да? У меня аллергия сразу на эту историю. Сыпь. Сыпь сразу. И не у меня сыпь. Ну, то есть, понимаешь, мне кажется, я вообще разделяю эти вещи. Вот у меня дети – это дети, жена – это жена. Это вообще, они не пересекаются. И у меня к каждому свое отношение. Ну, все равно, это опять же, мне кажется, про адекватность все равно. Вот у нас у 3 детей спроси, они каждый скажут, что мы другого больше любим. Вот тут такая, я не знаю, как это работает. Хотя я, не говорю публично там, так, мой любимчик давай, или моя любимица давай. Уже Нет. стараешься, если Камилу поцеловал, то Меджид тоже Не, ну поцеловал, это иди база. сюда. Это база, Аделя тоже конечно. поцелуй. Да. И они все равно вот... Все равно это ревность есть, да? Это какая-то? будет, Да, это будет, всегда. это вот вы меня больше, вы меня меньше. Вот у него то же самое, вот у них 3 тоже, вот то же самое. Нас у них. научились Всех друг за одинаково. друга, когда вот, допустим, их ругаешь, и одного, и второго, когда оба что-то забороли, они уже коалицию против тебя вдвоем вот так строят, уже Да, такие да. протестанты вот с тобой. Ну, они же, видишь, они же еще маленькие. Они Они как еще бы- Но это их Друзей. научит друг за друга Да, стоять. да, да. Тоже Ну, 2 плюс. это мало, так что давайте там. Варианты Ты есть. говоришь, отношение к супруге такое лучше, да, становится, когда Ну, дочка? типа того, я Не, я понял. я такое слышала, что Не, хочешь как бы а, отношение, чтобы поменялось? что мужчина Все в твоих руках, уже да? понимая, что вот, ну, грубо говоря, что у него тоже есть теперь дочь, и что она тоже уйдет когда-нибудь в другую семью. Что я не и хочу, и чтобы в вот этом её- плане. Да. Я понял, нет. чтобы ее, я Тем не более хочу, чтобы нет. обижали, поэтому не обижаю Ну, тебя типа, как дочку отца, да? Ну, как бы не то, чтобы ты, Смотри. грубо говоря, проецируешь, что
А твоя жена пришла тоже с другой семьи, что вот... Твоя как жена ты тоже говоришь, чья-то дочь. Смотри, Да. знаешь... Типа того, да, вот такое. Я понял. Но вот просто у меня есть одна база. Вот у меня мать, она всегда говорит «бу бреон баласа». Понимаешь? И я по жизни точно так же. Вот я всегда понимаю, что это чей-то ребенок. И, допустим, если я что-то плохое хочу, да, там, сделать или сказать, я Побить. это как будто бы держу в голове. Пока камеры снимают, пока мы здесь. Подожди, сейчас потом Подайте в знак, предвыборной если что. кампании нарезку сделаю. То есть, ну, Оля. как будто бы мне не нужно было, чтобы у меня родилась дочь, чтобы я Чтобы понимал, понять. что она Да, чья-то да. дочь, понимаешь? Я как будто бы это понимал и раньше, то есть и раньше понимал. Конечно, есть там принципиальные моменты, да, где вот вы ссоритесь же, у вас Да. там, то есть я не понимаю семьи, в которых не Ссоритесь, ссорятся, нормально. а мы не ссоримся, Да мы скучно, просто да. полгода не разговариваем. Вот друг с это другом. вообще это не Ты то. понимаешь? А мы в Телеграме Что так значит пол? ссоримся. Я с ней, хорошо. я с ней, Меня не, ну там подожди, жизнь подожди, это нормально, все, я думаю, так, ты же не будешь при детях, да, что-то обсуждать, так быстренько смайлами поменялись, там, обменялись, Это какой-то новый уровень, Надо слушай. попробовать. ну а что вы, ну, слушай, детям же не покажешь. Не, ну, я говорю про то, что, вот, допустим, если я там 3 часа с ней не разговариваю, все, она там дверь сломает и поговорит на эту тему. То есть, и она не инициирует вот эту молчанку, и я ее тоже не инициирую. Ну, А есть семьи, которые реально месяцами не разговаривают. Просто детей надо забрать, а потом отвезти, Да, а потом всё привезти, завязано. приходится разговаривать. Ты вынужден, да, все равно. Нет, мы можем, допустим, даже если мы обижаемся там и ругаемся. Можем не поговорить, но мы ну, понимаем, когда к что чему там это А смысл? ведет. Мы можем Это или как-то к разводу холодно, идет, но не да, так, да. это Да. или сюда, там посередине И- дороги нету. Да, если расстояние увеличивается, вот вашего не разговора, это То есть итог один. важна конечная цель. То есть в итоге тебе что, вот или сюда, или сюда. Да. Поэтому там со временем ты просто у тебя со временем на самом деле или ухудшаются отношения, или улучшаются. Улучшаются. Вот они ровно не могут идти, мне кажется. Ну да. Вот. Если они ровно идут, то это просто какое-то сожительство. Вот знаешь, типа такое. Да, Я на существование, первом этаже, ты да. на втором этаже, мы там не Просто пересекаемся. терпим друг друга и Ну, все. Как Не Да. замечаем, Да. скажем так. То есть и все. Платим за хату. Да. Ну, платим за. Ну да. Это была идеальная картинка. Как надо жить. А теперь как на самом деле. Не, ну не ругаться тоже же невозможно. Разные же ситуации бывают. Ну вот, она же судакская, я судакский. Мы как начнем А что зацикливаться. за клише такое судакское? Мы Я тоже не- любим ну, погазовать. есть. Что вы Да это? есть такое. Да? Да, Ну, есть или на самом Дамар деле. реально Дамар, работает вот у неё иногда. Ну, вот тарахташки у меня проступают. чуть смешанное, я более-менее могу там где-то, ну, себя чуть Я потушить. читаган ассирийский. Вот он чисто ассирийский. Хотя у меня знаешь- тоже дурной крови хватает, вот этой хутлавской, например. Почему говорю? Ой, Потому ассирийской что... нет дурной. Не замягай, Селямович. Ой, ассирийских нет дурной. Кстати, говорят, что вот раньше, в те времена, все, кто через хутлак проходили, оказывается, не Все знаю, получали. вот так говорили, все кот я кашает. Говорю, я не знаю. А там же почему. родник Без старый. разбора. Шапалаки. Без Вы ее разбора. проводили, вы ее подключали. Это родник. Какая разница? Вы его нашли? Да. Вот, поэтому как-то, ну, у нас, как итальянская семья, тоже бывает, да, на эмоциях. Ну, Мне кажется, вообще эмоции нужно выплескивать. Ну, это... Они должны выходить. Да, они должны. Или в спортзале, или где-то, но они должны выходить. Ну, лучше где-то, чем в Лучше на семье. ком-то. Или так, ну, не на Знаешь, у меня детях точно. такая шутка есть, что вот кто давно живут, ну там, да, они всегда, у них ссора всегда начинается с того момента, где вот, знаешь, она закончилась. То есть нет такой прелюдии ссоры. Вот, когда, ну, молодая пара, да, то есть у них начинается раскачиваться. А когда давно живешь, так, подожди, давай, все, время экономим, сразу вот поругались. По сути, поругались, и все, тему закрыли, так, давай дальше. Все, дети там, чтобы не слышали. Да. Всё, давай, Или пока спят. не, у нас вообще шепотом. долгий разбор вообще не про нас, потому что Да, если там оставил на 5 минут что-то, то тебе это чревато чем-то. Да, да, потом. Поэтому надо быстро разбираться. Так у нас 2 минуты. Поэтому большой дом не стройте. Маленький дом этим и хорошо, что Что всё Нет, рядом. Некуда уйти, да. нет поля, знаешь, нет поля развернуться. Я еще и мне говорю, давай построй, хоримся, говорю, да посмотри, ну, давай еще здесь чуть-чуть повзрослеют, обоим, вот эта вся история. Да, Где это что порвал, где да. что сломал.
Это точно. Вот, Чуть-чуть, кстати, говорит, здесь по поводу вот, подросли. да, и вот, вот почему-то мне сейчас мысль меня осенила, да, вот возвращаясь к первому вопросу, вот вы говорили по поводу жить там, не жить с родителями. Да. Вот мы с Асаном тоже вот как бы вот строимся сейчас прям рядом, и он говорит, давай вот это вот, которой мы сейчас живем во времянке этой, давай мы ее потом переделаем там под что-то. Я говорю, Асан, не Поэтому надо. Я говорю, вот поверь мне, Нас я говорю, оттуда мы и еще вынесут. туда вернемся. Нас оттуда Он и говорит, да вынесут. да почему, типа, нифига себе, я строил этот дом, там, да-да-да». Я говорю, Асан, вот честно говорю, я вот, например, таких взглядов, что я бы, ну, пусть живут себе. Ну, вот даже если рядом, да, в соседних этих. Я не хочу там, не претендую на то, чтобы сидеть вот именно в этом доме, и пусть там кто-то меня обслужит, еще что-то, или как-то там вот... Не, это Или там вообще не что-то... будем. Я говорю, я хочу вот себе, вот у меня тут маленькая кухонька, и Ну вот да. себе... Ну, для Захотела, жизни же много встала, не надо. захотела, там, легла, захотела еще что-то. А вот этот вот, да, понятно, внуки, все, то есть это не отрицает то, что я там не буду с ними общаться. Нам да? самим потом этот шум надоест. А Лаберсон, чтобы мы вообще дожили Не, до мне этого кажется, момента, шум, меня мы ты тут знаешь, тоже мне сильно кажется, загадали. шум на самом деле, мне кажется, не может надоесть. Вот Нет, на- ну с возрастом Иногда бывает же наоборот, такое, да, и что вот это в старики вот одиночестве сидят, тоже. потом раз Да, уйдут да, в свою да. комнату. вот от человека зависит все-таки, мне кажется. Ну, подожди, ушел в комнату, отдохнул, вышел. То есть, Вот ну, он, мой прадед Харбабашка, ой, не мой прадед, а ну, Харбабашка. Харбабашка мой, да, Да. детям моим он прадед. Вот он всегда возмущается. Что не Вот привозите? что вы их каждый день не приводите, что вы их не приводите, мы их приводим 10 минут, все, вот он уже Да, раз тихо да, собирает, да, он да. ничего уже не говорит, А там он вот просто контраст уходит такой. в Вот. комнату Ну, свою. дома тихо, все, Там никто все не по шумит, своим все по комнатам комнатам, все на обычно. работах. Тут Уехали. мы приезжаем, Да, 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 все да. начинают выходить, начинают Мы уже шамотать, дома, а да. пыль еще вот так вот садится. В этом- На свои места. Да, да, да. но в этом тоже есть свой прикол. Просто понимаешь, вот я видел дома, в которых вот тихо. Ну, это такое себе зрелище. Это очень плохо, Да, на самом полная деле, фигня. да, иногда Поэтому- это еще это хуже намного, да, Чтобы так у вас сказать. всегда был детский смех, и шепот, ножик. Ура! Пустой бокал Закончил, да? Нет, там еще чудес. до дна. Я думаю, что можно резервировать. Что? Можно заканчивать. Жилетку поменять, говоришь? Да, мы это. Саунс, на самом деле, Саунс. очень рад, что пришли. Еще, смотрите, еще придете, много тем обсудить. Потому что мне кажется, что вот в диалоге, на самом деле, да, в разговоре, в нем самая большая сила. И если ты разговариваешь, уже легче становится. И если тебе есть с кем поговорить, если есть к кому обратиться, если есть с кем просто ни о чем поговорить, Да. это уже очень многого стоит. Очень много одиноких людей. И поэтому, может быть, наш разговор кому-то поможет, где-то что-то подметят. И классно будет. Поэтому Саунс, что пришли. Сидя Саунс, Всё, очень смерть здорово Главное, всем. было. что пригласили, Да, да. если что, на ярмарке еще увидимся. Увидимся. Обязательно. Саунс. Саунас.